Уважаемые коллеги, добрый день. Надеемся, что всем хорошо видно, всем хорошо слышно, у всех все в порядке с технической точки зрения. Поэтому всем добрый день, всем здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы очень рады вас приветствовать из нашего Института развития образования, Коми Республиканского института развития образования, всех тех, кто сейчас собрался по ту сторону экранов. Поэтому здравствуйте, здравствуйте наши дорогие инновационные площадки, здравствуйте те, кто присоединился на такое наше очень интересное, уникальное мероприятие, которое мы решили развернуть, и называется это мероприятие онлайн-фестиваль. Ранний возраст, педагогика удивления. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова. С кем мы еще не знакомы, то очень приятно с вами познакомиться. Я работаю в данном институте развития образования, и вот, наверное, так посчастливилось мне, имею небольшое отношение к инновационной деятельности, которой занимаются у нас наши дошкольные образовательные организации Республики Коми. И вот у нас возникла такая идея проведения очень интересного такой коммуникативной площадки для того, чтобы те детские сады, которые имеют статус инновационных площадок, чтобы они могли поделиться своими наработками, которые у них есть на данный период профессиональной жизни. И вот так случилось, что именно с 24 по 26 февраля мы развернули такую очень интересную коммуникативную профессиональную площадку, на которой потихонечку собираются, вот я смотрю, наши все команды детских садов, которые являются инновационными площадками. И я прекрасно понимаю, что за каждым подключением стоит не один человек, а иногда даже команда педагогов, которые сейчас смотрят и слушают. У нас интерес к этому фестивалю есть и из Российской Федерации, поэтому мы всех приветствуем и из Челябинска, с Ленинградской области, поэтому с Нарьян-Мара. Здравствуйте, уважаемые коллеги, и разрешите начать. Разрешите, наверное, так, открыть на правах пока организации, которая этот семинар, прошу прощения, этот фестиваль организовала. Разрешите как бы считать фестиваль открытым, поэтому еще раз всех приветствуем, еще раз всем очень-очень рады. Ну и, соответственно, небольшие такие, наверное, пока организационные моменты и пояснения. Уважаемые коллеги, значит, почему фестиваль называется именно «Лучшие практики воспитания и развития детей от 0 до 3 лет»? Идея была очень простая, и она как раз была связана с тем, что наши площадки, они работают в статусе инновационных площадок не так давно, но те моменты, которые у них очень хорошо получаются, которые им созвучны как профессионалам, вот нам очень бы хотелось на эти моменты практики посмотреть, увидеть, может быть, как-то обсудить, какое-то мнение, может быть, экспертное услышать со стороны друг друга, поэтому вот такое мероприятие у нас сложилось. Ну и очень приятное у нас событие, дорогие коллеги, поскольку мы все с вами здесь вместе. И у нас есть один очень замечательный человек, который, наверное, является главным вдохновителем вообще всех дошкольников, которые занимаются на сегодняшний день не только ранним детством, но вообще, которые погружены в атмосферу дошкольного образования. Это наш такой, ну, условно, очень любимый, почетный гость Ирина Александровна Лыкова. Это доктор педагогических наук, она академик, и она является, Ирина Александровна является научным руководителем вот такой федеральной сетевой инновационной площадки, в которую входит достаточно большое количество детских садов Республики Коми. И мы безмерно благодарны Ирине Александровне за то, что она нашла время, она нашла возможности сегодня поприветствовать всех участников фестиваля и, соответственно, может быть, сказать им какие-то самые важные и самые нужные и главные слова. Поэтому, дорогая Ирина Александровна, мы приглашаем вас сейчас к профессиональному разговору. Пожалуйста, да, выйдите с нами на связь. Ирина Александровна, очень приятно вас видеть, очень приятно. Я думаю, что не только мне, но и всем нашим коллегам. Поэтому я с удовольствием передаю вам слово, Ирина Александровна, для того, чтобы вы поприветствовали наших замечательных педагогов. Благодарю, дорогая Татьяна Валерьяновна. Дорогие коллеги, я сейчас уже написала вам обращение, приветствие от Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. И мне очень захотелось назвать вас хранителями раннего детства. Приветствую вас в рамках фестиваля
очень рада тому, что в формате организации поддержки инновационной деятельности находятся такие интереснейшие формы общения. Давайте подумаем вместе, что же означает слово «фестиваль». Оно сегодня стало привычным в широком социуме, в профессиональном партнерстве и общении. Мы все чаще и чаще обращаемся к этому понятию. Во-первых, это, конечно же, площадка для коммуникации. Фестиваль – это всегда площадка, но эта площадка не имеет границ. Ни временных границ, ни пространственных, потому что к такому мероприятию могут подключаться по своему желанию, по зову сердца те, кто причастен к проблемам, заботам о раннем детстве. Поэтому границы временные и пространственные очень условны. Конечно, есть точка трансляции, есть некий круг специалистов, которые приглашены, потому что все равно есть программа намеченная, но формат фестиваля позволяет очень свободно излагать свою точку зрения, делиться своим инновационным опытом, высказывать пусть даже дискуссионные мнения, идеи, подключаться к экспертному мнению и так далее, и так далее. Поэтому вот в таком очень свободном, очень современном формате мы с вами начинаем сегодня наш профессиональный разговор. И, конечно же, в фокусе нашего внимания находятся проблемы и заботы о раннем детстве, потому что это самый нежный, самый хрупкий, самый очаровательный. Так, Татьяна Валерьяновна и мы в нашем инновационном поле называем этот период детства, когда анонсы делаем. Невозможно, рука не поднимается написать или голос даже не звучит, сказать как-то формально. Это действительно уникальнейший этап жизни человека. И очень ценно то, что к поддержке раннего детства, к созданию условий для развития в этом важном периоде жизни человека причастны профессионалы с большой буквы, а именно такие специалисты приходят работать в группы к детям раннего возраста, и такие специалисты организуют среду, управляют, потому что это не только воспитатели, это, конечно, управленческие команды, это команды специалистов методической службы. Я знаю, что в Республике Коми прекрасно работает, во-первых, конечно же, кафедра, сопровождающая деятельность инновационных площадок, весь институт, Республиканский институт развития образования, и в рамках вашего института развития образования действует уникальный консультационный центр, уникальные формы сотрудничества, поддержки семьи. Поэтому, конечно, мы говорим сегодня о таком партнерстве, широком партнерстве, профессиональном в первую очередь, но и широком социокультурном партнерстве. Поэтому во имя раннего детства, для защиты детства, для развития ребенка в период раннего детства. И несколько буквально тезисов для того, чтобы еще раз сейчас подумать вместе о том, насколько ценен, насколько важен и насколько уникален этот период жизни человека. Почему мы говорим о человеческом человеке младенческого раннего возраста? Владимир Виктор Иванович Слободчиков так говорит. Культурологи, философы, физиологи, специалисты самых разных сфер говорят на разном языке, оперируют разными данными из своей сферы научной, но все равно сходятся в том, что до 3 лет в период, и даже не только от рождения, а затрагивает сегодня и пренатальный период, до рождения, потому что это тоже уже важный период жизни уже живого существа. И до 3 лет происходит то, что связано с освоением базового социокультурного опыта. И не случайно сегодня уже известно и даже доказано, доказательно наука оперирует данными о том, что примерно половина социокультурного опыта, подчеркну, базового, того, что связано с жизненными навыками, умениями, привычками, с опытом коммуникации, с опытом позиционирования самого себя, с познанием самого себя, начиная со своего тела, с органов чувств, сенсорика, межсенсорная интеграция и так далее, и так далее. Вот определим эту веху в жизни человека. Примерно половина
социокультурного опыта, насколько это важно. Поэтому, конечно же, на помощь детям в этом огромном труде освоения окружающего мира, познания окружающего мира, принятия этого мира приходят педагоги, уникальные педагоги, удивительные педагоги, те, кому равных, наверное, по не столько даже по профессиональным компетенциям, сколько по личностным качествам, по человеческим качествам, потому что это люди, которые умеют открывать мир вместе с детьми, умеют радоваться миру вместе с детьми, умеют удивляться миру вместе с детьми. Мы прекрасно сегодня знаем о том, что педагогика раннего детства – это педагогика радости, педагогика удивления, но она не будет таковой, если не будет со-радости, со-удивления, со-открытия. И, как показывает опыт инновационных площадок, в том числе инновационные площадки, связанные с поддержкой раннего детства, именно таким опытом, именно такими уникальными метакомпетенциями обладают сегодня педагоги раннего детства. И фестиваль помогает нам, во-первых, посмотреть друг на друга, поделиться крупинками, пусть даже, инновационного опыта, принять или не принять что-то, потому что есть универсальное и есть в то же время индивидуальное, потому что помимо общего, базового, то, что является дидактикой, то, что является принятыми на сегодняшний день формами, методами, принципами и так далее, и все-таки индивидуальные решения. И это связано и со стилем общения с детьми, и с теми и уникальными технологиями, методиками, которые вы выбираете, которые вы сами начинаете конструировать, ориентируясь на те разработки, которые вам предлагаются и научным, профессиональным сообществом. Поэтому это реально очень творческая ситуация, очень творческая деятельность. И буквально несколько слов еще скажу в благодарность педагогам и организациям, которые откликнулись на приглашение стать инновационными площадками. Это всегда большой труд, это всегда очень сложно, потому что инновация не сразу принимается. Мы прекрасно знаем, опять же, это доказательно, то, что только 10% нового человек сразу готов принять, а к остальному нужно привыкнуть, присмотреться. И очень важно, чтобы новое совпадало с внутренним мироощущением, с внутренними представлениями о профессии, о возможности изменяться. И инновация – это всегда не только внедрение чего-то нового в свою деятельность, в свою сферу, но это готовность меняться самому. Поэтому благодарность тем, кто готов к таким изменениям, готов изменяться вместе с другими, готов изменяться вместе со всей площадкой раннее детство. У нас широкая профессиональная площадка для общения сегодня, поэтому на всякий случай назову. Республика Коми представлена очень достойно, очень красиво в составе сетевой инновационной площадки, которая действует на федеральном уровне, в Институте художественного образования и культурологии Российской академии образования. И эта площадка называется так, довольно длинное название, но оно очень точное, отвечает на запрос современного социума и семьи, воспитанию ребенка раннего возраста. Итак, это название. Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста. 14 образовательных организаций Республики Коми. Прекрасная команда. И в целом выступает как команда, ведомая, руководимая, вдохновляемая Хабаровой Татьяной Валерьяновной, вашим лидером неустанным. И, конечно же, каждая команда, кроме того, и уникальна. Поэтому вы готовы к тому, чтобы делиться своим опытом. И такие первые попытки уже представлены, в том числе в некоторых готовящихся новых книгах, например, методические рекомендации к программе «Теремок». Будет описано 2 опыта. Сейчас пока сохраню интригу, не буду называть. Буквально несколько фактов только для того, чтобы подтвердить то, что вы действительно в гуще событий. Вы в центре инноваций для поддержки развития педагогики о раннем детстве.
Поэтому будем вместе, открываем наш путь в фестиваль, добрый путь, фестиваль большой, целых 3 дня, 9 часов насыщенного общения. И, конечно же, продолжится это общение далеко за форматом намеченного времени. Со своей стороны тоже скажу, что я с удовольствием буду смотреть все представленные опыты, все зарисовки, все видеоматериалы, но что-то посмотрю в режиме реального времени, что-то потом в записи, потому что накладки, совпадения, где-то семинары, где-то лекции, где-то курсы повышения квалификации. Но знайте, что я с вами. Поэтому в добрый нам путь интереснейших находок, открытий. Вновь повторю эти слова. Будем сорадоваться, соудивляться и вместе делать профессиональные открытия. Всего доброго. Спасибо огромное. Спасибо огромное, дорогая Ирина Александровна. Очень приятно слышать такие важные, нужные слова от научного руководителя Федеральной сетевой инновационной площадки. Ирина Александровна представила, как она звучит, какое наименование есть. Ну и для тех, кто у нас, может быть, только что подключился, Ирина Александровна Лыкова, доктор педагогических наук, очень известный автор многих любимых программ по дошкольному образованию, заместитель директора по инновационной деятельности Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. Поэтому это человек, который очень точно с научной точки зрения, с методической точки зрения, он просто ведет вот дошкольное образование, наверное, по тому пути, которое действительно сегодня нужно. Поэтому, Ирина Александровна, дорогая, огромное вам спасибо. Мы действительно очень сочтем за честь, что вы будете с нами каждый день. В любой момент, если вы будете готовы выйти в эфир, вы просто дайте, пожалуйста, нам знать. Мы обязательно предоставим вам слово после любой практики, которую вы увидите в то время, когда вы будете с нами. Поэтому еще раз огромное вам спасибо. И я думаю, что безусловно, наше сотрудничество будет продолжаться. По тому ли мы пути идем, может быть, не совсем пока по тому и пути идем, но я думаю, что этот путь очень правильный и очень нужный для тех, с кем работают наши педагоги на инновационных площадках. Поэтому еще раз большое спасибо, Ирина Александровна. Ну и мы начинаем. Дорогие коллеги, да, вы благодарите Ирину Александровну, я думаю, что это действительно очень достойно. Там даже, может быть, не хватит у нас слов благодарности на то, что делает Ирина Александровна, потому что столько, сколько делает она для раннего детства, ну, наверное, на сегодняшний день, я, в принципе, всегда это говорю, не делает никто. Поэтому мы рады поддержать Ирину Александровну в этом направлении, ну, и рады, наверное, показать, уже продемонстрировать то, что у нас получается или очень хорошо, или пока хорошо. Поэтому, дорогие коллеги, программа фестиваля, она размещена у нас на центральной нашей странице, которая у нас на площадке Proof.me. Вы все ее, в принципе, видели. Вы тоже не переживайте, где-то могут быть изменения. Это нормальная ситуация, когда проводятся фестивали. Мы искренне надеемся, что все сложится, что все технические возможности наши спикеры обязательно преодолеют и сумеют представить тот интересный опыт, который у них есть. Ну и, может быть, у вас возникали, дорогие коллеги, поскольку сегодня у нас все здесь представители всех 14 площадок, и еще у нас подключаются 3 площадки, которые работают по апробации программы вдохновения, у нас подключаются наши частные детские сады, то есть такое сообщество профессионально очень интересное, хранители или ценители, как называла Ирина Александровна, раннего детства. И, может быть, у вас были вопросы, почему именно в такой последовательности выстроены выступления. Здесь все объясняется очень просто. Объясняется это именно нашим первым фестивалем, который у нас был посвящен инновационному дошкольному образованию. И вот с теми, с кем мы уже этот путь прошли, поэтому они и начинают. Вот логика очень простая. И, соответственно, у нас в декабре была стажировка, виртуальная стажировка, тоже по инновационному образованию, по нашим инновационным площадкам города Усинска. Ну и, соответственно, те, кто у нас уже принимал участие и в фестивале, и в виртуальной стажировке, естественно, что мы предоставляем им право открыть наш фестиваль со своей лучшей практикой. Я думаю, что все сложится.
Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу пригласить сейчас в нашу, этот термин я взяла от Ирины Александровны, в нашу такую импровизированную педагогическую гостиную, наших хранителей, ценителей раннего детства из города Усинска, из 7-го детского сада. Ольга Григорьевна, да, пожалуйста, выйдите на связь, все вы уже знаете, что можно запускать презентации, можно, соответственно, уже выходить в эфир. Давайте я дождусь, пока вы выйдете, чтобы предоставить вам слово. Очень приятно. Ольга Григорьевна, здравствуйте. Да, как слышно. Да, слышно очень хорошо, не переживайте, слышно хорошо, со звуком тоже все в порядке. Мы с удовольствием виртуально, я бы так сказала, сейчас погрузимся, наверное, в ваш детский сад, да, хотя вроде мы недавно там были, буквально 2 месяца назад, но все равно уверена, что вам есть о чем сказать, и вот даже то, что пока мы видим на слайде, оно уже очень настраивает так на, наверное, самый, как Ирина Александровна сказала, нежный, хрупкий, деликатный возраст – это ранний возраст. Ну а для всех остальных, уважаемые коллеги, кто не знаком еще, разрешите, пожалуйста, представить. Ольга Григорьевна Софиева – это старший воспитатель детского сада номер 7 города Усинска. Детский сад номер 7 является инновационной площадкой. При детском саде номер 7 созданы очень интересные вариативные формы дошкольного образования. Ольга Григорьевна обязательно расскажет вам о них. И, соответственно, за плечами Ольги Григорьевны сейчас где-то там в одном помещении находится и замечательная команда, то есть Юлия Васильевна, руководитель детского сада, и Фируза Махмадалиевна, второй старший воспитатель, да. Поэтому такой вот комплексный подход к тому, что получается, к тому, что складывается в этом детском саду, мы как бы передаем вам слово, дорогие коллеги, поэтому начинайте, и, соответственно, с радостью будем воспринимать все то, о чем вы будете говорить. Поэтому, Ольга Григорьевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Татьяна Валерьяновна. Тоже рада всех приветствовать, уважаемые коллеги. В общем, мы рады новой встрече с вами на таком важном и интересном мероприятии. И уже по традиции наше выступление хотим с небольшого видеоролика. Так, пожалуйста, внимание на экран. Так. Ребенок, какой он? Энергичный, как красный, задумчивый, как синий, или веселый, как желтый? Они такие разные, но всех их объединяет чистота и искренность эмоций. Шифон, как душа ребенка, в ней сочетаются мягкость и легкость, гибкость и яркость. Как струящаяся ткань получает четкие линии в руках умелого мастера, так и ребенок обретает силу самовыражения и индивидуальности в руках мудрого партнера и наставника. Здравствуйте еще раз те, кто создает условия для формирования многогранной, интересной, творческой и открытой личности ребенка. Мы, педагоги, как никто другие, понимаем, что раннее детство – это прежде всего основа общего развития ребенка. Это период развития фундаментальных жизненных функций. Именно в этом возрасте, в этот период закладывается основа здоровья и интеллекта ребенка. И именно в этом возрасте умственное и нравственное развитие малыша особенно зависит от физического и эмоционального состояния. Формирование положительного отношения ребенка к детскому саду, как новому и незнакомому пространству, прежде всего зависит от той атмосферы, которым он, детский сад, обладает. И на наш взгляд, понятие «мягкая педагогика» – это самая точная характеристика раннего детства, педагогики раннего детства, которой должна обладать образовательная среда детского сада. И я думаю, что, уважаемые коллеги, вы со мной в этом согласитесь. Мягкая педагогика – это прежде всего открытый стиль взаимодействия педагогов с детками, для которого характерна направленность на доброжелательный
контакт с воспитанниками, проявление доверия и уважения к ним, а также умение излучать тепло, искреннюю доброту, внимание, которым, безусловно, мы думаем, что обладают наши все педагоги. Мягкость – это непременное условие не только формирования позитивных, дружеских, детских взаимоотношений, доверительного и теплого эмоционального контакта, но и условие для обогащения сенсорного опыта малышей. И к этому вопросу, оснащению и развитию развивающей предметно-пространственной среды, наши педагоги, конечно, подошли с большой серьезностью. В наших группах раннего возраста мягкую педагогику можно не только почувствовать, но и потрогать, и даже укрыться. Например, мягкое сенсорное одеяло – это любимый атрибут всех малышей, который сшит из натурального хлопка и наполнен уютным таким мягким холофайбером. Оно привлекает своей мягкостью, воздушностью и легкостью. На ней приятно полежать и, конечно, осваивать манипуляции пуговками, замочками, шнуровками. А если в нее завернуться, то также становится так же уютно и безопасно, как в объятиях матери. И мы считаем, что этот материал очень как раз-таки уместен для групп такого возраста, так как мы понимаем, что существует вот определенный такой момент депривации матери, да, детки бывает, что скучают по мамам, по близким своим людям, и вот это ощущение поглаживания компенсирует вот это вот отсутствие матери, да, что очень ценно для этого возраста. Такими же терапевтическими свойствами обладают и наши любимые, не имеющие аналогов, на наш взгляд, шифоновые ткани, применение которых в процессе взаимодействия с детьми, с другими, с взрослыми способствует урегулированию психоэмоционального состояния ребенка, а также способствует решению и педагогических задач. Например, во время игр манипуляций, игр имитаций с тканью происходит амплификация материала, то есть ребенок с помощью педагога открывает другие смыслы, возможности ткани, что способствует развитию воображения детей и формированию наглядно действенного и символического мышления. С помощью голоса, движениями рук, под музыкальное или речевое сопровождение дети легко оживляют лоскуток, превращая его то в рыбку, то в зайку, ну или в другие персонажи. Тканевые материалы можно использовать не только как мягкое средство для создания игровых ситуаций, но и как альтернативное средство рисования. Во время такой совместной деятельности дети осваивают приемы складывания, скручивания лоскутков. Таким образом происходит обогащение чувственного опыта малышей, получение представления о сенсорных эталонах, о цвете, величине, форме, ну и, конечно, происходит развитие ручной умелости. Наблюдая за детьми, за деятельностью детей в группах раннего возраста, мы отметили большой интерес к дидактическим пособиям, созданными творческими педагогами и родителями. Манипулирование мягкими вот этими пособиями, кубиками, текстильными пирамидками, сенсорными книжками тоже способствует развитию наглядно действенного мышления детей. И действуя с ними, с этими уютными игрушками, наши малыши учатся соотносить детали игрушек по их форме, величине, положению в пространстве. И также у них таким образом формируется и восприятие, и складывается представление о других свойствах предметов. Понимая важность становления предметной, или, как говорят еще психологи,
процессуальной игры в раннем возрасте, наши воспитатели смастерили различные куклы, игрушки-мякиши, с которыми детки на основании уже имеющегося собственного опыта осуществляют условные действия, например, угощают чаем, кормят травкой или угощают зернышками, да, цыплят, то есть играют с ними по собственному замыслу. Мы знаем, что вот такая вот сложная умственная деятельность очень необходима вот детям такого возраста, и она сопровождается и как положительными эмоциями, и также обогащает их чувственный опыт, развивает мышление, восприятие, речь. Так, для организации двигательной активности с малышами у педагогов наших имеется целый арсенал мягких оборудований. Это и мягкие мячи, которые можно сжимать, бросать через веревочку, прокатить до ворота, забрасывать в корзинку. Это и бревно в виде яркой гусенички, которое развивает координацию движений и развивает равновесие. Игры с мягкими модулями также положительно влияют на освоение детьми трехмерного пространства и ориентировку в нем. Влияет на совершенствование крупной моторики, что очень важно для деток такого возраста. И благодаря взаимодействию с ними, с модулями, дети, то есть также развивают игру в соответствии с своим замыслом и совершенствуют свою физическую форму, да, становятся сильнее, выносливее, быстрее, можно сказать, да. Мягкий подоконник – еще один несомненный фаворит в группах нашего возраста, в группах наших малышей в групповом пространстве. Ведь очень тепло и комфортно деткам наблюдать за происходящим за окошком, если забраться на такую обустроенную заботливыми нашими педагогами нишу, правда? Особое место в группах раннего возраста имеет и театральный уголок, так как в силу возраста детки еще не могут развивать и обыгрывать сюжеты. Поэтому для расширения опыта при чтении сказок мы с детками примеряем вязаные маски, да, в соответствии с персонажами, и разыгрываем простые игры ситуации. И уже ближе к 3 годам, как мы заметили, малыши уже вполне способны перевоплощаться в любимого персонажа, имитировать простые действия, например, попрыгать как зайка, порычать как мишка, и даже обыграть небольшую игровую ситуацию. И таким образом, уважаемые коллеги, хочется еще раз подчеркнуть вот в создании вот этой всей мягкой среды роль педагога. Именно от него зависит, как уже отметила Ирина Александровна и Татьяна Валерьяновна, что именно от него зависит, как будет чувствовать себя малыш, как он будет развиваться в этой новой, пока еще незнакомой среде. А сейчас, уважаемые коллеги, хотим продемонстрировать еще один видеоролик. Так, внимание на экран. Младенчество, ранний возраст – это хрупкая вселенная, объятая нежностью и теплотой материнских рук, бережно открывающих двери в новый и неизведанный мир. И очень важно создать комфортную, способствующую зарождению доверия атмосферу. Мягкие взрослые. Мягкая среда – залог развития успешного, открытого, доверяющего миру ребенка.
На этом у нас все, уважаемые коллеги. Вот такой небольшой обзор мягкой нашей образовательной среды, которая вот возникла благодаря нашим творческим, вдохновленными педагогами, да? И, конечно, невозможно ощутить всю красоту и вот душевность, уютность этих групп через вот такой вот дистанционный формат. Хотелось бы уже, конечно, встретить вас всех в нашем детском саду, чтобы вы вот воочию увидели это все, ощутили. Вот. Татьяна Валерьяновна. Да, я вышла, да, Ольга Григорьевна, спасибо большое. Но вот, да, вы говорите, невозможно ощутить. Не знаю, я не знаю, как у наших коллег, но, например, если вот я говорю, могу сказать про свои ощущения, что если я смотрю, я очень хорошо ощущаю. Вот это вот тепло, забота, вот эта мягкость, любовь по отношению к вашим малышам, она очень сильно чувствуется через то, как вы снимаете, какая подача материала, какая даже цветовая гамма. Поэтому, не знаю, мне кажется, это передается, но мы можем спросить у наших коллег, которые сегодня будут участвовать в качестве спикеров, да, как раз вот об этом. Поэтому, Ольга Григорьевна, спасибо вам огромное. Не знаю, если Ирина Александровна еще с нами, и она, может быть, хочет что-то сказать, то мы будем рады увидеть ее сейчас в эфире и, возможно, услышать какой-то комментарий. Но сам даже такой вот термин, да, Ольга Григорьевна, о, Ирина Александровна, вот, Ирина Александровна, пожалуйста, мы будем очень рады вас послушать, Ирина Александровна, потому что мягкая педагогика, лично я не знаю, как коллеги, я ее услышала только от вас. Да, дорогие коллеги, формат фестиваля, конечно, не предполагает развернутое экспертное мнение, суждение, дискуссии, но тем не менее это начало нашей встречи, поэтому, наверное, будет оправдано, если мы немного выскажем позиции мнений, согласованных и с концепцией программы «Теремок», и с разработками авторов, поэтому буквально несколько тезисов, хотя... Хочется, конечно, выражать восторг. Прекрасно принятая идея, очень хорошо отражено то, что и созвучно тому, что заложено в концепцию мягкой педагогики. Кстати, в методических рекомендациях, о которых я говорила, будет очень большой раздел, подготовленный Еленой Дмитриевной Фазулаевой, «Основы мягкой педагогики», и отдельно готовится пособие. И я, глядя на то, что представила сегодня из опыта работы 7-го детского сада города Усинска, Ольга Григорьевна, да, Софиева, подумала о том, что в эту книгу, наверное, имеет смысл уже показывать, выносить и опыт работы образовательных организаций. Поэтому обсудим по итогам нашего фестиваля. Но конкретно о том, что было увидено. Реально удалось в небольшом по объему видеоматериале, в презентации отразить то, как перекликаются концептуальные идеи мягкой педагогики с возможностью создания среды. Это и по месту представленности в среде, даже мягкий подоконник, прекрасно. И распределение по компонентам предметно-пространственной среды. Это и игрушки, это и материалы, которые предназначены для поддержки ведущей деятельности ребенка. Это и оборудование для решения задач разных образовательных областей, например, мягкие модули, мягкое оборудование для поддержки двигательной активности. И очень хорошо, что это было не просто декларировано, а через фотографии среды, через ролики показано в действии. Вот за это действительно огромное спасибо, потому что модель, разработка, концепция – это все прекрасно, но это может не работать. А сейчас в выступлении мы увидели, что это реально работает, и даже вы идете дальше того, что предложено разработчиками, потому что вы напрямую предлагаете это детям, вы чувствуете запрос ребенка, вы понимаете, насколько это важно, и как хорошо то, что вы на такие важные выводы выходите. Среда мягкая, педагогика мягкая, оборудование мягкое, все прекрасно, но это не будет работать, пока педагог не освоил мягкий стиль общения с детьми. Поэтому вот в этом выступлении все грани представлены, все грани играют, все в модели образовательной среды дано.
Это и предметно-пространственный компонент, это и деятельность, ее поддержка со стороны оборудования предметного мира, мягкого. И это, конечно, модель развития взаимоотношений педагога с детьми. От воздействия, демонстрации, нормы, действия, способа к созданию условий для самостоятельной активности ребенка до культурных практик. Огромное спасибо, я получила большое удовольствие. Ирина Александровна, вам огромное спасибо, потому что я всегда говорю, лучше вас никто не скажет. Вот даже опять себе записала мягкий стиль взаимодействия. Правильно? Мягкая среда, мягкий стиль взаимодействия – это действительно очень-очень здорово. Поэтому спасибо вам огромное. Но наши коллеги из Усинска, насколько вот я с ними сейчас вот в рамках деятельности общаемся, они действительно очень прониклись этой программой. Я думаю, что Ольга Григорьевна подтвердит это, да? Что они все там прожили, они вот, наверное, я не знаю, изучили ее, ну, как понимают пока вдоль и поперек, и мне кажется, это правильно. То есть надо прожить, вот правильно вы сказали, просочувствовать, проучаствовать, прожить вот эту программу понимания, и только тогда ты уже будешь немножко иначе относиться к той деятельности, которой ты занимаешься. Может быть, Ольга Григорьевна, мы пригласим Ирину Александровну к вам в гости? С радостью, с удовольствием, если к нам приедет Ирина Александровна. Да, Ирина Александровна, правда, мы приглашаем. Я не знаю, конечно, как это можно осуществить, но такой хороший тур по нашим площадкам, конечно, можно было бы сделать, но это, наверное, надо просто продумать, как это можно сделать. Татьяна Валерьяновна, вы у нас гениально все придумываете. Уж в этом можно быть совершенно уверенным и спокойным. Коллеги, буквально еще несколько слов, завершая размышления по впечатлениям, прекрасным впечатлениям, полученным от выступления Ольги Григорьевны. Еще раз повторю те слова, которые неустанно повторяю. Любая программа, какая бы прекрасна она ни была, мягкая, не мягкая, гибкая технология или методика, разработана авторами или автором только наполовину. Вторую половину достраиваете вы, вооружившись этой методикой, технологией, программой, приняв ее для себя, взяв как профессиональный инструмент. И работает она только в ваших умелых руках. Поэтому спасибо за то, что вы показали понимание. Мне кажется, это вообще, вот, Ольга Григорьевна, очень здорово, то, что вы услышали именно, ну, как сказать, мнение, я бы так сказала, да, от самого вообще автора программы, от научного руководителя программы, которая, ну, Ирина Александровна, я не ошибусь, наверное, которая выстраивала вот эти вот концептуальные линии взаимодействия с другими авторами программы, да, вот, поэтому это, мне кажется, это настолько бесценно, Ольга Григорьевна, и вы, правда, счастливый человек, потому что я бы так никогда в жизни не смогла сказать. Ирина Александровна, спасибо вам огромное. И вообще, я не знаю, мне кажется, нам очень повезло, то, что вот именно слышать ваше мнение по маленьким таким видеосюжетам. Почему я говорю, что очень здорово, вот, если вот эти 3 дня, когда сможете, вы будете с нами, потому что услышать именно ваше мнение, мне кажется, от коллег очень важно, а вам, может быть, важно посмотреть, как действительно сегодня, здесь и сейчас, в режиме реального времени, вот февраль-январь, да, наши коллеги, они вот обобщили этот опыт и, соответственно, представили то, что... Да. Татьяна Валерьяновна, вам лично и всем коллегам, кто сейчас присутствует на фестивале, конечно, в первую очередь участникам инновационной площадки с коротким названием «Раннее детство», а длинным вариативной модели социокультурно-образовательной среды. Сейчас пока в первом приближении приглашение делаю выступить на одном из семинаров, который проходит по дорожной карте нашего проекта. Завтра у нас состоится очередная встреча. Свой опыт представит Коломна по возможности применения модели с учетом региональных особенностей. Но, я думаю, не за горами и тот день, и тот час, когда вы представите всему профессиональному сообществу России и всей площадке инновационное раннее детство свой прекрасный опыт. Будем об этом по итогам фестиваля думать. Спасибо. Да, я думаю, что, Ирина Александровна, спасибо вам огромное за предложение. Я думаю, что мы сейчас с коллегами посмотрим, как пройдет этот фестиваль, какие будут у нас отклики, ну, друг на друга, да, и, соответственно, то, что нужно, то, что важно для всех педагогов Российской Федерации, конечно,
с удовольствием представим, потому что мы действительно всегда очень открыты к хорошему профессиональному общению с другими специалистами. Поэтому спасибо вам огромное за приглашение, предложение. Я думаю, что да, все возможно, посмотреть, продумать. Но еще вот обращаюсь к 7-му детскому саду. Ольга Григорьевна ничего не сказала, но я думаю, что, может быть, в дальнейшем у них есть другие формы поддержки раннего детства, которые работают в их детском саду. В нашем детском саду уже с сентября функционирует группа кратковременного пребывания. И вот уже с января к нам начинают тихонько зачисляться детки до года. То есть с сентября посещали дети раннего возраста, но до года у нас еще не было таких маленьких. А вот уже вот с этого года нового к нам подключаются. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Ирина Александровна, Татьяна Здравствуйте. Юлия Васильевна. Очень приятно. Спасибо вам за такие нужные для нас, для нашего педагогического коллектива слова. И я немножко поясню, что вот благодаря вашей, Ирина Александровна, программе, благодаря тому, что вы смогли вдохновить наших педагогов идти дальше именно в плане направления раннего детства, у нас успешно функционирует группа кратковременного пребывания, и родители увидели нашу работу и доверяют теперь нам самых маленьких деток до года. Пусть еще они остаются не на полный день, на час, на 2 часа, но родители в восторге, и именно вот такие маленькие дети нас и направляют, нас, педагогов, наталкивают вот на те открытия, которые мы своей профессиональной командой совершаем. Будем двигаться и дальше в этом направлении, Ирина Александровна, под руководством нашего вдохновляющего такого куратора Татьяны Валерьяновны. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, это вам огромное спасибо. И, соответственно, вот я тоже Ирине Александровне уже говорила по поводу площадок. Я сейчас обращаюсь ко всем тем, кто сейчас пока находится не в эфире. Наши дорогие 14 площадок инновационных по раннему детству. Очень приятно видеть, как вы растете. То есть вы сами растете. Это действительно вот со стороны это наблюдается. Поэтому я думаю, что, Ирина Александровна, мы пожелаем, да, такого дальнейшего. Вы очень хорошо сказали, что очень важно самому внутренне вырасти вот именно в той деятельности, которой ты занимаешься. Да? Да. Поэтому спасибо вам огромное. Усинск, дорогой, можете отключаться. Спасибо вам огромное. Усинску большой привет. Да, Ирине Александровне огромное спасибо, Усинску огромное спасибо. Конечно, вот хорошо бы так вот нам и проработать, но я знаю занятость Ирины Александровны, и поэтому, ну, вот какие-то моменты, может быть, дорогие коллеги, кто у нас будет выступать дальше, возможно, после просмотра уже в записи Ирина Александровна обязательно сделает. Но это очень хорошая форма, когда и автор может посмотреть программы, и научный руководитель, и, соответственно, все профессиональное сообщество, и как-то к этому отнестись. Поэтому мы попросим сейчас, вернее, передаем дальше такую эстафету, и, соответственно, попросим тоже, может быть, высказать свое экспертное мнение следующему нашему спикеру, нашему детскому саду. Сейчас мы вместе с Усинском передаем эстафету в Ухту. Эти города находятся достаточно далеко друг от друга, но, тем не менее, детские сады находятся достаточно друг от друга. Ольга Владимировна, мы сейчас очень будем рады вас видеть. Не видели, слушайте, с мая месяца. Ольга Владимировна, здравствуйте. Не слышно. Ольга Владимировна, нет, что-то с микрофончиком у вас. Пока не слышим. Посмотрите, где у вас, да. Ольга Владимировна, сейчас она немножко проверится. Проверим связь, потому что все проверяли. Да. Скажите. Хорошо слышно? Да, Ольге Владимировне сейчас передадим слово, но сначала, дорогая Ольга Владимировна, в вашем лице все ваши педагоги, которые работают с вами в группах для детей раннего возраста, мы такой очень теплый наш привет передаем. Я знаю, что у вас тоже прохладно достаточно сегодня в Ухте. Вот, поэтому, Ольга Владимировна, перед тем, как, может быть, начнете, если есть какое-то мнение по поводу увиденного в рамках показанного 7-м детским садом, то это мнение приветствуется. Можете сказать, потому что все-таки находимся в одном профессиональном сообществе. Подумайте минуточку, ладно? Если как бы такого мнения, может быть, желания не будет, ничего страшного. И я сразу обращаюсь ко всем спикерам. Кто идет дальше
по выступлению, пожалуйста, как-то выразите свое мнение по поводу всего того, что предшествовало перед вами. Правда, интересно. Ну а для всех остальных разрешите, пожалуйста, представить. Ольга Владимировна Дрига. Правильно ведь ударение делаю, да? Ольга Владимировна Дрига, старший воспитатель, детский сад номер 69, город Ухта, тоже наша инновационная площадка, входящая в федеральную сеть. Ольга Владимировна является руководителем, творческим таким вдохновителем своих педагогов. Она ведет свой личный канал, YouTube-канал, поэтому мы все знакомы для всех, кто, может быть, наблюдает за нами со стороны и не очень понимает, почему у нас такие отношения. Мы все очень знакомы по нашему профессиональному сообществу на Фейсбуке, поэтому мы как бы уже немножко, может быть, в виртуальном плане общаемся несколько иначе. Поэтому, Ольга Владимировна, уже хочу искренне вас поблагодарить за то наименование вашего выступления, который очень соприкасается с нашей темой фестиваля «Ранний возраст, педагогика удивления». Вот прямо сейчас смотрю и удивляюсь очень приятно сама. Спасибо вам огромное. Все, я передаю вам слово. Спасибо большое. Нам очень понравилось выступление, конечно, детского сада Усинска. Мы тоже какие-то элементы используем в своей работе. Загорелись этой методикой NG-Play, по-моему, вы говорили, да, когда детки двигаются по разным поверхностям, прыгают. В общем, тоже ее немножко пытаемся внедрять. Я надеюсь, что на следующей встрече мы уже сможем с вами этим поделиться. Итак, я начну. Значит, программу «Теремок» мы уже апробируем на 2 возрастных группах, так же, как и в прошлом году. То есть это у нас уже работа ведется 2-й год. И поэтому в конце своего выступления я смогу подвести такой небольшой итог по 1-му году работы. Значит, апробация идет на группе 2-го года жизни и 3-го года жизни. На данный момент у нас там работают абсолютно молодые все педагоги, и воспитатели, и педагог-психолог, и инструктор по физкультуре. Я очень горда тем, что смогла и инструктора привлечь к этой работе. Давайте посмотрим, что из этого у нас получается. Ой, Господи, Боже мой, прошу прощения. Так. Ну, я выбрала эпиграфом для своего выступления, что любопытство – это важное условие познания мира и совершенно необходимо ребенку для его умственного и интеллектуального развития. И одной из первых форм общения ребенка раннего возраста с окружающим миром являются тактильные ощущения. Поэтому я хочу представить наш опыт апробации программы через призму развития именно тактильных ощущений. Так, сейчас перейдем к ролику. Угу. Итак, ранний возраст – это время чудес и неожиданных открытий. Характерной особенностью этого периода жизни является высокая познавательная активность и развитие инициативных предметных действий. Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой. Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и их основные свойства – форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, способы использования. Ведь прикасаясь к материнской груди еще в младенчестве, пытаясь ухватить игрушку, дотронуться губками или ручками, ножками до любого незнакомого предмета, это очень важные и естественные действия малыша. Рука, пальцы, ладошка ребенка – едва ли не самые главные органы, приводящие в движение механизм мыслительной деятельности. В этот период можно даже говорить о своеобразном сензитивном периоде развития руки. Тактильные ощущения позволяют ребенку мысленно сравнивать различные поверхности и удивляться многообразию окружающей его природы. Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как именно оно лежит в основе чувственного познания. И чем тоньше тактильные ощущения малыша, тем точнее он сможет сравнивать, объединять или различать окружающие его предметы и явления, а следовательно, это все стимулирует его умственную деятельность. И основной целью нашей работы по развитию тактильных ощущений является не механическая тренировка движений и манипуляций,
А систематическое развитие тактильного ощущения, восприятия именно как базиса для развития познавательной, продуктивной деятельности и формирования жизненных компетенций. Для этой работы мы используем и сенсорные ванны, и тактильные мешочки, и кинетический песок, и цветовые песочницы, и соленое тесто, и воду. Я думаю, что всем нам, педагогам, знакомо понятие сенсорной депривации. Сейчас как-то мы от него ушли, но в то же время я считаю, что и в наше время дети его испытывают, хотя бы частично. То есть, когда мы это можем наблюдать? Когда дети в основном дома смотрят мультфильмы, они играют или ласкаются с родителями. Да, я согласна, они, конечно же, получают сенсорную нагрузку, но в основном это происходит на тактильный и слуховой, на зрительный и слуховой анализаторы, а тактильный голод, в общем-то, не удовлетворяется. И по многим роликам, вот если вы смотрели на Фейсбуке, которые мы выставляем, есть дети, вот специально мы их не убираем, такие, можно так сказать, неудобные дети, которые, как ураган, на своем пути сметают все. Они двигаются по группе, и они хватают все, бросают. Вот, на мой взгляд, это как раз-таки и есть именно проявление тактильного голода и возможность его удовлетворить. Вот вы смотрели сейчас маленький фрагмент «Бутылочка спокойствия», которую делали мы с детьми. Я читала комментарии, которые предлагали, что лучше бы было сначала все положить, а потом заливать воду. Да, возможно, это так, но в нашем конкретном случае никто не пролил водичку. Мы еще добавили в нее мыло жидкое, и получается такая пена пузырящаяся. И вот по сей день эти бутылочки стоят в группе, дети их берут периодически, вот трясут, заставляют двигаться лежащие внутри них предметы. Еще вот тоже большой такой ажиотаж у детей вызвала эта шуршащая коробка, в которой они там бросали обрезки бумаги. Мы пошли тоже немножко дальше и создали новую коробку. Вот вы ее сейчас видите, пока, так сказать, черновой необлагороженный вариант, где наполнили различными тактильными вещами, где-то колючками, мягким, меховым, таким шариком, наполненным водой. Это все имитирует тактильное ощущение, которое ребенок может получить от каких-то животных. Потом мы предполагаем, что будем играть «Узнай», «Найди такой же», «Подбери похожий» и так далее. Следующее, хочется показать небольшой кусочек. Сейчас, секунду, потому что тут столько ролика, столько всего материала. Ага. Конечно, я не претендую на то, что там какие-то мы такие изобрели, что-то там за гранью, да, происходящее, что-то новое. Но в основном мы все используем лепку из соленого теста. Да, все, во всех группах это играют. Но мы пошли немножко другим путем. Ведь посмотрите, детям насколько интересно не просто лепить, а самим создавать, опять же, получать тактильное ощущение. Мука и соль, они разные по фактуре. Одно более грубое, другое более мягкое. Это все просеивать сквозь пальчики, все это перемешивать. То есть мы отталкивались опять от тактильных ощущений. Затем добавляли, когда добавляли воду, и получалось это липкое тесто. Сначала дети даже немножко не то что испугались, а некоторым было неприятно это ощущение сырости и липкости. То есть опять можем сделать вывод, что дети этого дома не получают таких ощущений тактильных. Ну-ка давайте сейчас водичку добавят. Перемешаем? Давайте перемешаем. Ой, растаял снежок. Да. Соня, будет мешать там? Другая. Ну-ка, давай. Помогай. Так, сейчас. Угу. Еще один момент, который мы тоже используем в своей работе. Вот перекликаемся немножко, и, конечно же, я думаю, со многими детскими садами мы будем перекликаться, так же, как и они с нами. Это вот тактильные коврики.
у них это было одеяло, у нас это коврик, где тоже используются разнообразные ткани и материалы. Мне хочется немножко зачитать, как Мария Монтессори описывала в своих книгах вот именно презентацию такого материала. Она говорила, что среди наших дидактических материалов имеется хорошенький шкафчик, в ящиках которого разложены прямоугольники различных материй. Это конкретно не об этом коврике, а вообще об этом блоке, который я хочу вам рассказать. Да? Это бархат, ситец, сатин, шелк. Мы предлагаем ребенку потрогать каждый из кусочков, произнеся соответствующее название, добавляя несколько определений качества: грубый, тонкий, мягкий, а затем подзываем ребенка и спрашиваем. Мы же, конечно, начали свое знакомство с этой технологией, с технологией текстиль-фан. Это досуг с тканью, разработанной Файзулаевой. И это позволяет опосредованно нам, позволило решать задачи, регулировать психоэмоциональное состояние ребенка. Ткань – это мягкий, пластичный материал, пригодный для любой детской деятельности, обладающий такими характеристиками, как полифункциональность, открытость, комфортность, что позволяет создавать множество игровых и дидактических пособий. В этом коврике в конкретном случае, вот вы видите, дети, это запись прошлого года, они ходят в туфлях. В этом году мы используем именно этот коврик для обогащения тактильных ощущений ног. То есть мы снимаем туфельки, носочки, и по нему дети могут ходить босиком. Это ведь тоже очень важно. Потом вот мы играли с малышами в прятки. Начали с того, что играли в прятки с платочками, показывали, насколько шифон прозрачен. Учились летать, как птички, развивая ткань вместо крыльев. На втором этапе мы стали выкладывать из ткани простые сюжеты и их обыгрывать. У нас это была речка, мостик через нее, лужица с листочками, по которым прыгали лягушки, елка, веселые птички. Вот здесь просто видно, как они выкладывают мостик и начинают двигаться с игрушкой. Но мы заметили такое, что детям достаточно таких вот тканей, может быть, они невысокого качества, конечно же, очень трудно лепить, так сказать. Они постоянно меняют форму, их трудно зафиксировать в одном положении. И мышление ребенка не успевает порой осознать, какой предмет был создан его руками. И потом дети же все время ползают по этим тканям на полу. И получается, что они подскальзываются и могут упасть. Вы видите, тоже кусочек тут случайно. Я вклинилась в эту игру, они меня сами позвали, мы делали рыбок на руках воспитателей. Они предложили сделать эту рыбку и мне. То есть они взяли резинки, вот сами видите, как они все натягивают, то есть приглашают в свою игру. Получилась и свободная игровая деятельность, в то же время привлечение взрослого в нее. Помимо этих шифоновых тканей мы дополнили коллекцию и другими тканями: хлопковыми, фетровыми, флисовыми, меховыми кусочками. Это приятные материалы на ощупь, легко трансформируются, но в то же время они хорошо сохраняют созданную форму и имеют разнообразную расцветку. С ними мы тоже придумывали разные игры. Вот. То есть эти ткани мы уже принесли в группу для самых маленьких детей, для детей 2-го года жизни. Им, конечно же, с ними было гораздо легче справиться, потому что они меньше по размеру, их удобно держать. Им доставляло большое удовольствие просто перекладывать их с места на место. В кучки строить типа башенки, дорожки, домики. Они начали заворачивать в них маленькие игрушки. То есть они очень хорошо взаимодействовали с этой тканью. Такие игры играли: чья дорожка длиннее, собери все красное, все синее, сделай одеяльце для зайчика, узнай на ощупь. И хочется отметить, что такие вот дети вступают с зайчиками. Мы выполняли такие игры. Тут просто не видно, видите, времени мало, поэтому постараешься все время ужимать. Они сами по слову просто воспитателя, вот педагог-психолог, прошу прощения, проводила занятия,
собери уголки, соедини их вместе. То есть они берут этот платочек за уголочки, и они его именно складывают. Конечно, узелок-то, головка для зайчика завязывали взрослые сами. Но дети очень долго играли с этими зайцами. Была мама-зайчиха, которая их приглашала в игру. И вот этот момент мы не увидим, но вот этот мальчик в серой кофточке, который вот тут мы видим, Андрей, он взял на себя роль этой мамы-зайчихи и уже стал ее выполнять, играя с другими детьми, с маленькими зайчатками. Тут же еще мы, вот видите, тоже строили разные дорожки для этих зайчиков. Также еще тут немножечко ускорить. Интересный момент. Мы, это вы тоже можете найти, сделали так называемый зайчик на пальчик. Это маленький флисовый зайчик, который ребенок может одеть на свой пальчик, прям вот именно одеть, вот видите, да, и с ним играть и взаимодействовать. И меня что тоже удивило, минут 30 вот они возились с этими зайчиками, тряпочками, за столом стояли. Потом вот в этой полосатой кофточке пацан, Артемка, он взял этого зайца и пошел его прятать просто в домик, который находится в группе. То есть он уже перенес это действие в свою свободную игру. Он его прятал, приглашал взрослого его искать. Здесь можно что еще сказать, что, конечно, работа с тканью всегда создает ситуацию успеха. Тут невозможно ошибиться. Мы не можем сказать, что где-то что-то не получилось. То есть тут всегда все будет хорошо. И утоление, опять же, тактильного голода. Следующий момент, который мне бы хотелось еще вам показать и отметить, я думаю, тоже вы... Это 4, по-моему. Угу. Еще один материал, который мы, на мой взгляд, можно считать амплификатором именно развития, это работа с шерстью. Все началось с того, что с осознания того, что педагогика раннего возраста построена на удивление. И мы считаем, что удивлять это не значит каждый день показывать какие-то новые предметы, игрушки, а удивлять это значит находить с детьми новое в чем-то обычном, но увидеть это что-то необычное. И тогда пришла идея создания открыток из трафарета. Это когда на пустой фетр малыш рвет и накладывает разноцветные волокна шерсти, а взрослый накрывает их трафаретом, и получился готовый зайчик, лисенок, все что угодно. Мы продолжали с малышами рвать шерсть, делить ее на волокна, играть, дуть на нее ветерком, выкладывать разные узоры. Так у нас родились и осенний лес, и цветочная полянка, и деревья, покрытые снегом. Мы видели радостные эмоции детей. Им очень нравилась работа с шерстью, это нежное ее прикосновение. И тогда мы уже стали пробовать валять с детьми по-мокрому, так называемое. Мы сейчас, конечно, этим занимаемся, но с группой детей именно 3-го года жизни, с малышами мы пока только трафарет выкладывали шерстью, открыточку делали. На сегодняшний день мы проводим по одному занятию в неделю и делаем разные угощения для птички, и снеговиков, и мячики. Будем делать потом и воробья, и гусеницу. Конечно, основной прием – это просто катание шарика или колбаски по типу, как пластилин мы катаем. Еще один приятный бонус, что можно в воде повозиться. Дети ведь очень любят в воде. И потом, представляете, когда это все высыхает, ты на глазах у детей с помощью специальных игл, уже другой технологии, все эти запчасти, так сказать, соединяешь в одну игрушку. И, конечно, это восторг и удивление. Но это тоже нам показалось маловато. Мы стали делать картины из шерсти, выкладывали детки. И согласитесь, что рисовать карандашами, красками намного труднее, нежели чем изобразить какой-то сюжет из шерсти. Шерсть, в общем, рисовать легко. Используя эту технологию, это готовый у нас получился снеговичок.
мы его соединили иголочкой, и втянули в нее и родители. Родители дома тоже попробовали с детьми делать, но пока только как в форме открыточек, ощупывания. Валять у них не очень получается, ну, гусеничек делали, как червячков, просто катали колбаски. Также мы сочиняем и тактильные сказки. Я не знаю, если, конечно, останется, потом будет возможность, будет интерес. Я загрузила с YouTube ссылку. «Сон снеговика» у нас есть такая тактильная сказка. И вот там тоже я вас просто приглашаю посмотреть, потому что на реакции детей, насколько интересно, когда они с закрытыми глазами вот это вот начинают чувствовать руками. Здесь вот тоже, знаете, как Мария Монтессори писала, что чем тоньше тактильное ощущение ребенка, тем точнее он может сравнивать или различать окружающие предметы и явления. И наиболее успешно упорядочить мышление. Она считает, что нужно из всех чувств, которые есть у человека, выключить одно. Тогда другие будут развиваться и активизироваться очень четко. И мыслительный процесс пойдет более четко. Вот в данном случае, если выключить зрение, вот как мы в этой тактильной сказке, то и прикосновения, и ощущения будут совсем другие. Даже слуховое восприятие будет совсем другое. Так, конечно же, я очень довольна, что мы смогли убедить и руководство, и всех остальных, что стали ходить с этими малышами. Физкультурный зал. Буквально минуточка, ролик такой, как самые маленькие у нас, самые малыши, вот с 1-го года. Спортивный зал у нас очень большой, находится на 2-м этаже, и мы туда выводим детей, и как они осваивают пространство. Они уже не боятся, они могут легко передвигаться по всему детскому саду. Они находят себе занятия в спортивном зале, не побоялись даже, в общем-то, героя снеговика, хотя для детей этого возраста свойственен страх вот таким вот сказочным образом, да, никогда с ним на утренник не приходят Деда Морозы там, или Кощея Бессмертные и так далее. Здесь эти малыши этого не испытывают, конечно, за счет того, что много взрослых крутятся вокруг них. А вот дети более старшего возраста, тоже хочется отметить, насколько они легко слушают инструктора, выполняют все упражнения. И опять же, вот как мы говорили, что тактильные ощущения упорядочивают мышление, развивают мыслительную деятельность. То есть они уже самостоятельно могут найти для себя занятия в физкультурном зале, когда у них есть минутка для свободной деятельности. Вот здесь пусть они выполняют упражнения поточным методом. Они никого не толкают, слушаются, скатывают мячик и сами идут по дорожке. А детей там, извините, не 5 человек, а 18. В эту группу входит небольшое количество у нас детей, там их по списку, наверное, 24 человека. Вот. И смотрите, тут они, когда им была свободная деятельность, предложили им поиграть с мячиками, взять из корзинки мячики и поиграть, как вы хотите. Инструктор спрашивает у них, что можно делать с мячиком. Вот они отвечают, можно катать, можно бросать, можно скатывать с дорожки, можно кидать в кольцо. И вот они сами тут играли, потом подбежали к кольцу, и, то есть воспитатель кольцо это снял, и они в дальнейшем пойдут к нему играть. А в этот момент инструктор вот имеет возможность даже индивидуально позаниматься с ребенком. Вот ребенок у нас из первой группы, самый такой малышок, 2-летний пришел, мы его перевели в более старшую группу, потому что там большое количество детей. Ну и давайте, наверное, сейчас я буду уже закругляться, я боюсь ваше время. Сейчас мы вернемся к слайду. Так, ну, конечно же, мы к своей работе привлекаем и родителей, мы их познакомили и с программой «Теремок», и с материалами, которые мы используем. Ну и они у нас теперь, в общем-то, активные помощники.
и тактильные книжки делают для детей. И вот видите, выкладывают из ткани тоже разные фигурки и делают такие же трафаретные открытки. Господи, я тут на 2 компьютерах. Сейчас. Для родителей мы также записали мастер-классы. Это у нас вот создание книжки-малышки, которые находятся и фотографии родителей, и ребеночка, который тоже помогает ему адаптироваться, и наполненные крупами медвежонок. Также для облегчения процесса адаптации, что же я все перескакиваю, процесса адаптации мы создали и стену «Я с мамой», работы ребенка находятся, фотографии, где ребенок в группе занимается разными вещами. Распорядок дня мы сделали, знаете, такой из картинок. Если ребенок плачет, он может подойти и сказать там, ну да, хочу к маме. И ты можешь ему показать, сказать, вот сейчас у нас вот здесь мама придет после того, как ты там покушаешь, и показать ему на картинку. То есть у ребенка уже четко последовательность событий, да, создается, круг такой последовательности. Существует и дерево ладошек мамы, папы и ребенка. Ну и последнее, так сказать, Лев Семенович Выгодский разработал теорию, уже немножко закругляюсь, показывающую, как через других людей мы становимся самим собой. И сформулировал очень такой важный тезис о том, что развитие ребенка направляет не сила вещей, а связь людей. Людей связывает деятельность, в недрах которой формируются отношения. При этом в деятельности важна не столько внешняя сторона процесса, сколько внутреннее содержание. И как вот говорила, это я тоже выдержки брала из материалов Ирины Александровны Лыковой на форум, наверное, или что был, «Воспитатели России». Выпущена книга, кстати, там и Татьяны Валерьяновны доклад представлен. Как они пишут, что по мысли Выгодского содержанием образовательной деятельности является создание или преобразование материального объекта, в котором отражены все страсти деятельности, отношения между людьми и сгустки культуры, воплощенные в субъекте, амплификаторе развития. На мой взгляд, именно таким амплификатором развития в нашем случае и послужили крупы, текстиль, шерсть, вода. Вот видите, тактильное ощущение – это как фундамент, в котором стены – это люди, вещи, объединяющая их деятельность, ну а вершина всего – это всесторонне развитый ребенок. Ну и по прошлому году я хочу уже сказать, что детки у нас перешли во вторую младшую группу, которые в прошлом году занимались по программе «Теремок». И они сейчас, работаем мы там по программе «От рождения до школы», вот эту инновационную. И воспитатели отмечают, что многие вещи, которые сейчас во второй младшей группе, надо, так сказать, проходить, да, скажем, школьным языком, дети уже знают, умеют. Мы все это уже делали в группе раннего возраста по программе «Теремок». Поэтому там нам уже требуется как усложнение, мы уже будем думать, может быть, что-то нам новенькое взять и для продолжения этой программы. А если еще Ирина Александровна там напишет продолжение программы «Теремок» для детей дошкольного возраста, будем очень рады. Спасибо за внимание. Спасибо за конструктивные предложения, Ольга Владимировна. Я имею в виду по поводу продолжения деятельности. Но сейчас, к сожалению, Ирина Александровна, она уже переключилась на другой вид деятельности в данный момент, поэтому она как бы сейчас не сможет вам ничего сказать, но она обязательно, я думаю, что в записи посмотрит сегодняшний день весь, и, возможно, завтра или послезавтра она какую-то итоговую такую оценку, она, может быть, и даст, а может быть, и нет, не знаю. Вы же знаете, что Ирина Александровна человек очень деликатный, поэтому она как бы понимает, и вот она очень хорошо сказала, что часть делают автору, а вторую часть делают уже педагоги. Поэтому, Ольга Владимировна, спасибо вам большое за то, что смогли представить то, что у вас получается, то, чем вы живете, то, как вы понимаете, то, что вы делаете. Ольга Владимировна, я хочу у вас спросить, вот считайте, ваш детский сад, он же
получается, как и Усинский детский сад, он много времени работает уже по программе «Теремок» по сравнению с некоторыми другими детскими садами, которые у нас только подключились в этом году, да? Вот я хотела спросить, вот вам эта программа, вот вам эта деятельность, лично вам, она что дала? Вы знаете, она заставила задуматься о том, что есть что-то новенькое. С другой стороны, наверное, посмотреть на малышей, что, как считалось, вот когда я пришла в детский сад, все говорили, ясли, это значит, что-то такое, что не хотим мы там работать, ничего интересного нет, и вообще там одни, ерунда полная. Но теперь, я думаю, ситуация, вот лично для меня это полностью изменилась, и я вижу, насколько интересно можно это все продвинуть, и насколько дети впитывают вообще всю ту информацию гораздо лучше, чем уже дошкольники. Они настолько чистые, не испорченные, они смотрят тебе в рот, и ты сразу видишь, что они все понесли это в жизнь. Все, они живут тем новым, что ты им дал. Безусловное принятие, наверное, там происходит тебя. В том числе. Хорошо. Но я так понимаю, правильно ли, вот просто уточните, конкретизируйте, что вы, как старший воспитатель, тоже очень часто бываете на этих группах, да, которые работают по теремку? Вы? Да, приходится. Понятно. А еще хотела уточнить, вот родители, которые вводят сейчас детей вот в эти группы, в теремковские группы, они чем-то отличаются от родителей, которые, например, раньше были, и это никак не было связано с программой «Теремок»? Или нет? Вот по вашим личным наблюдениям. Мне кажется, они отличаются, знаете, чем? То, что мы начали в режим вот этой вот сидели дома, да, я никого не принуждала. Дошкольные группы подключились к этому режиму проведения занятий и показу мастер-классов, потом уже, позднее. А с площадкой, именно с теремком, мы это целенаправленно делали. То есть это было вот давайте будем, и все это было принято. И поэтому родители, они уже это приняли, и они уже более охотно откликаются на все вот эти инновации, на все эти новшества. То есть они готовы двигаться дальше. Хорошо. Хорошо, Ольга Владимировна, спасибо вам огромное за согласие, за возможность с вами профессионально общаться. Тоже вы человек очень думающий, грамотный, поэтому я думаю, что вы обязательно придумаете, как сделать и как делать дальше жизнь ваших малышей в вашем детском саду лучше, интереснее. И вот с тем прекрасным названием, как вы сказали, прикасаясь, удивляясь, да? Так что да, пусть это будет здорово, и пусть вот тактильные ощущения, которых так не хватает нашим малышам, может быть, придут еще и через человеческое тепло, простые объятия, да, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что замечательную идею вы подали. Коллеги уважаемые, и мы, наверное, с Ольгой Владимировной сейчас обратимся сначала к нашим коллегам. Если какие-то вопросы у вас есть, потому что инновационные площадки, коллеги как бы из других детских садов, которые не являются инновационными площадками, но те, кто очень любит ранний возраст, вы, пожалуйста, вопросы задавайте. Наши спикеры на вопросы отвечают очень хорошо в чате. Поэтому, Ольга Владимировна, если к вам будут вопросы, то вы просто вот в чате отвечайте. Я думаю, что это будет замечательно. Но теперь, наверное, мы вместе с вами, да, Ольга Владимировна, передадим эстафету дальше. Следующий наш детский сад, да? Передадим? Спасибо большое. Поэтому мы сейчас приглашаем к нашему профессиональному разговору, в нашу профессиональную такую педагогическую гостиную. Тема у нас сегодня разговора одна – это ранний возраст. И все, что получается в детских садах, связано именно с апробацией таких других, может быть, подходов к самому деликатному возрасту человека. Мы сейчас передаем эстафету в город Воркуту. Поэтому, пожалуйста, 17-й детский сад. Ольга Андреевна, пожалуйста, выйдите с нами на связь, чтобы мы могли понимать, что все у нас хорошо, все у нас сложилось, все видно, слышно. Ольга Андреевна, да, еще что-нибудь скажите, пожалуйста. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Все слышно? Очень хорошо слышно. С Ольгой Андреевной мы тоже не виделись в мае месяце, когда работали в рамках фестиваля, да, Ольга Андреевна, поэтому очень приятно. Но и для всех тоже разрешите, пожалуйста, представить. Ольга Андреевна Пуденко, тоже руководитель творческой группы педагогов этого детского сада, которая занимается апробацией программы «Теремок», но и является участником проекта «Раннее детство». И вот то, что связано
связано с художественным экспериментированием. Я думаю, что сегодня мы погрузимся уже вот в эту такую область, которую вы, раз вы решили вынести на наше всеобщее такое, ну как, на всеобщее, как это, не обозрение, но обозрение пусть будет, значит, чем-то это вам дорого. Поэтому вот, Ольга Андреевна, чем вам это дорого, вашему коллективу детского сада, вашим ранникам, поэтому расскажите нам. Все, с удовольствием передаю вам слово для того, чтобы вы нам рассказали о том, чем вы живете и как вы живете. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу представить опыт работы нашей творческой команды по реализации программы «Теремок». Программа реализуется в двух группах. В группе раннего возраста от 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет. Наш педагогический коллектив на протяжении этого времени продолжал создавать образовательную среду, в которой комфортно малышам каждый день пребывания наполнен интересными впечатлениями и открытиями мира, самого себя, другого человека, общение со взрослыми и сверстниками. Мы знакомимся с материалами блиц-семинаров для участников инновационной деятельности, внимательно следим за деятельностью наших коллег в общедоступной группе на Фейсбуке, восхищаемся их профессионализмом и берем некоторые идеи для себя. Анализируем свою деятельность, думаем, размышляем, решаем проблемы, строим планы, создаем пособия и вместе с ребенком открываем мир, наполненный красками и звуками, и ощущениями, удивляемся и восхищаемся. Мы создаем условия для художественного экспериментирования наших малышей. Художественное творчество – это игра с яркими красками, формой и разными материалами, возможность наладить доверительные отношения с ребенком, сделать ситуацию общения легкой и непринужденной. И к тому же художественное творчество позволяет облегчить период адаптации детей, снять тревоги и напряжение. Для художественного экспериментирования мы открыли для себя много новых интересных материалов, сочетание которых позволило создать необычные творческие работы. В этом году для нас открытия были это осенние листья, которые замечательно подходят для творческих работ с детьми раннего возраста. Осень в нашем городе быстротечна, дождливо, ветрено, но она успевает порадовать нас удивительными сочетаниями красок. Воспитатели, родители вместе с малышами собрали листья на прогулке, помыли, просушили, и у нас получился очень интересный материал для творческого экспериментирования. В емкость насыпали ворох листьев и предлагали малышам потрогать, пошуршать, помять, почувствовать их аромат. И вот у нас уже готовы хрустящие краски. Воспитатели создавали игровые ситуации, предлагали нарядить дерево листочками, нарисовать осенний лес, спрятать животных в листве. Чтобы крошка хорошо держалась на листе бумаги, мы использовали скотч. На всей поверхности листа прикрепляли скотч, клеящийся стороной вверх. Такой способ позволяет не привязываться к одному месту на рисунке и расширить пространство листа бумаги для творчества и действий юных художников. Использовали мы целые осенние листья. Создавали из них осенний ковер, украшали зонтик для осени, дорожку укладывали для лесных зверят, оставляли отпечатки листьев на бумаге. Мы решили сохранить осенние листья и заламинировали их. Теперь наши дети могут рассматривать форму листьев, цвет, величину, не боясь, что хрупкие листочки начнут осыпаться в руках. Создают мы разные художественные образы. Это и грибочки, и цветы, и солнышко, и домики. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшую нашу зарисовку, когда мы играли с осенними листочками. Посмотреть, как наши малыши очень увлечены этим делом.
вот у нас осенняя картина и вышла. Можно рисовать на листе бумаги, а можно использовать пищевую пленку, прозрачную и гладкую. Воспитатели переворачивали стол, обматывали ножки пищевой пленкой, предоставляли детям пальчиковые краски, которые хорошо держатся на скользкой поверхности, и предлагали нарисовать кто что захочет. Работы получались интересные, яркие и необычные. А еще мы решили создавать игровые сюжеты. На пленке с обратной стороны пленки размещали картинки, объединенные определенным сюжетом. Рассказывали детям истории о грибном дождике, который должен полить все грибочки, чтобы они выросли крепкими и солнечными, о солнечных зайчиках, которые спустились поиграть на полянке, о медведе, который пришел за ягодами, о мягком и пушистом снеге, который укрыл все деревья и тропинки, о рыбках, живущих в аквариуме. Затем с помощью красок предлагали или помочь персонажам истории, или дополнить их образ. Цвета красок мы подбирали такие, чтобы при смешивании получалось гармоничное сочетание, а не грязное пятно. Это белый или синий, красный и желтый, синий-зеленый и такое подобное сочетание цветов. Предлагаю вашему вниманию посмотреть небольшой ролик рисования на пленке. Из этого сюжета видно, что малыши с интересом наблюдали за работой своих сверстников, высказывали свое мнение, помогали друг другу. Такие художественные игры создают положительные эмоции, развивают интерес к сотворчеству воспитателя с детьми, дают возможность экспериментировать с сочетанием цветов, с мазками, необычным материалом и пространством. Воспитатели создавали с детьми совместные композиции из ярких мазков, форм, линий, штрихов, помогали узнавать в этих причудливых соединениях знакомые образы, дорисовывали необходимые элементы, вырезали готовые детские изображения по контуру или накладывали на рисунок бумажную рамку в технике паспорту, чтобы получился знакомый предмет. Дети знакомились и рисовали разными художественными инструментами. Художественная кисть, малярная кисть, бытовые губки, ватные палочки, пузырчатая пленка и многое другое. Каждый из этих художественных инструментов в процессе деятельности открывал детям свои секреты. Кисточка разной ширины оставляет разные следы на листе бумаги. Губка вбирает в себя много краски и воды. А ватная палочка оставляет аккуратные точки, тоненькие линии. Можно раскрасить пузырчатую пленку и сделать интересный отпечаток и многое-многое другое.
Использовали арт-методику «Веселые мукосольки» Ирины Александровны Лыковой. Продолжали знакомить детей с соленым тестом, экспериментировали с ним, отщипывали, раскатывали, составляли отпечатки на тесте своих ладоней, разных предметов, составляли узор из природного материала, раскрашивали. Из соленого теста у нас появлялись веселый колобок с глазками из гвоздики, игрушки для новогодней елочки, печенье, мороженое, конфеты для кукол, нарядные рыбки и многое-многое другое. Педагоги периодически организовывают снежную песочницу для игр в группе. Играя со снегом, дети знакомятся с его свойствами. Холодный, быстро тает в руках, рыхлый, можно прятать игрушки, лепить фигуры из него. Снег белый, похож на чистый лист бумаги. А почему его не раскрасить и не оставить яркие кляксы, линии, понаблюдать, как краска распределяется по всей поверхности, оставляя броски в снегу? Можно слепить снежные шарики или сделать фигурку с помощью формочки и раскрасить. Предлагаю посмотреть, как мы играли со снегом и что у нас из этого получилось. Создавали цветную воду, знакомились с красками, учили правильно пользоваться кисточкой, закрепляли знания о цветах. Для этого расставили стакановый ряд на столе, взяли краски основных цветов, обмакнули кисточку в одну из красок, окунули в прозрачную воду, и произошло волшебство. Вода стала цветной. Дети выбирали понравившуюся краску и разводили ее в воде. Делали ледяные краски. Малыши развели понравившуюся краску в воде, разлили цветную форму, формочки, положили в них палочки, и взрослые вынесли заготовки на мороз. Через полчаса краски были готовы. Дети рассмотрели их, потрогали, почувствовали, что они холодные, гладкие, тают, а воспитатель предложил выбрать краски и приступить к рисованию. Малыши с увлечением следили, как ледяные краски оставляют следы, делают дорожки, цветочные поляны и голубое небо. Такие игры формируют представление о свойствах красок, о свойствах льда, развивают мелкую моторику и поддерживают интерес к изобразительной деятельности у детей. Мы продолжаем играть с детьми в паутинку. Она может быть маленькая, располагаться в специальном контейнере, может расположиться на ширме или по всей площади группы. Хитрый паучок всегда задумает интересные задания для наших малышей. То игрушки завернет в фольгу, то в бумагу, то на прищепках развесит по всей паутинке картинки или маленькие игрушки. В этом году мы решили использовать в качестве паутинки не только швейную резинку, но и скотч. На кривую сторону скотча можно прикрепить небольшие предметы и создавать игровые ситуации для малышей. Допустим, украсть паутинку листочками, цветочками, угостить паучка конфетами. Эта игра формирует не только умение ориентироваться в пространстве, развивает крупную и мелкую моторику рук, но и учит взаимодействовать со сверстниками, поддерживать детскую инициативу в игре, развивать познавательный интерес ребенка, знакомиться со свойствами материалов бумаги, фольги и закреплять цвета. Предлагаю небольшой видеосюжет игры с паутинкой. Мы украшаем паутинку для паучка.
Малыши украшали паутинку шариками из сухого бассейна. Они легкие и хорошо прикрепляются к скотчу. Каждый выбирал тот цвет, который ему больше нравится. Дети помогали друг другу прикреплять шарики и искали необходимый цвет. Вариантов можно придумать очень много. Паутинку можно натянуть и на разноцветных обручах и украсить шариками определенными цветами, а может быть выложить какой-нибудь узор. Появились в нашей группе игры и с мягкими пушистыми помпонами разных цветов. Помпоны помогли приобрести или сделать наши родители наших малышей. Эти игры позволяют формировать у детей представление о цвете, о количестве, развивать мелкую моторику, обучать простым предметным игровым действиям. Для игры придумали следующие игровые ситуации. Укрась елочку, чашку, сделай мороженое, построй дорожку из помпонов определенного цвета и многое другое. Выкладывать помпоны можно с помощью руки, ложки, пинцета или прищепки. А сейчас предлагаем тоже небольшой видеосюжет. Экспериментировать с цветом, формой, пространством нам помогают лотки для хранения яиц. Лотки мы обработали, просушили, покрасили акриловой краской основные цвета. Лотками придали разные формы. Это треугольник, прямоугольник и квадрат. Из них можно создать образ елочки, нарядить ее, положить в ячейки разноцветные шарики, помпончики, шишки. Можно сделать домик и поселить в него предметы определенного цвета или формы, а можно просто украсить дом. Вариантов очень много. А некоторые из них нам подсказывают наши дети. Предлагаю вашему вниманию тоже небольшую видеозарисовку. Ну и прокомментирую сюжет. Малышам было предложено поселить матрешек в домике и посадить елочки, сделать парк. На видео видно, как наши малыши договариваются, кого куда разместить, взаимодействуют друг с другом, наблюдают друг за другом и принимают свои решения. Все наши идеи мы берем из книг авторского коллектива программы «Теремок». Планов и задумок у нас очень много. Мы будем продолжать работать над их реализацией. Благодарим за внимание. Ольга Андреевна, спасибо огромное, потрясающе.
Потрясающие у вас ролики, такие хорошие, красивые, добрые, светлые, какие-то, правда, вот вы говорите, художественное экспериментирование, да? И вот эта вот вся чистота, она прям чувствуется, она видна через ваши ролики. Очень такая у вас там характерная, в хорошем смысле слова, девочка, беленькая такая, светленькая. Замечательно, что вы нам ее показали. И вот как Ирина Александровна всегда, помните, говорила тоже на занятиях, поддержка индивидуализации, да? Вот это прям даже через ролики видно, как вот вы ее поддерживаете, вот эту малышку, позволяя ей делать иногда то, что она считает нужным. Ольга Андреевна, можно задать вам ряд вопросов, которые у меня просятся? Можно, да? Потому что коллеги, они пишут, они комментируют, наши теремковцы это делают, и у меня точно такие же очень приятные ощущения, впечатления от того, что я увидела. Это здорово, замечательно. Я думаю, что Ирина Александровна обязательно посмотрит, и я думаю, что ваш опыт надо уже транслировать на более широкую аудиторию, то есть за пределы Республики Коми. Ну, подумаем. Ольга Андреевна, хочу спросить, знаете, какой вопрос? Вот вы сказали, правда, еще раз уточните, пожалуйста, вот все то, что вы нам показывали, все эти ролики, вы именно берете из книг авторского коллектива программы «Теремок» или что-то есть ваше? Вот, например, паутинка, там скотч, мячики эти замечательные. Ну, начнем с паутинки. Первое, за что нас зацепило в том году, это была паутинка. Мы первым делом возникло, как можно распределить вот эту вот всю паутинку, все резиночки, и так, чтобы, когда дети играли, они стали все живы и здоровы. Мы этого очень боялись. Мы растянули. Было у Ирины Александровны предложено скотч. Скотч мы побоялись использовать, потому что побоялись, что приклеятся волосы, глазки, бровки. Мы нарисовали себе страшную картину, поэтому мы от этого отошли. Но в этом году мы использовали скотч. Решили с него. Единственное, что да, конечно же, там было сказано у Ирины Александровны, это больше игра на развитие двигательных навыков всего. Но если добавлять что-нибудь, это будет еще интереснее. Вот у нас в этот раз получились такие интересные шары для нашего пучка. Ой, замечательно. Вот эта идея с липкой лентой, с тем, что они имеют возможность проверить. Вот это же, они-то не понимают, но мы-то понимаем, что удержит или не удержит, какой предмет, да, легкий, там, тяжелый, вес, масса и так далее, так далее. Это вообще замечательно. Так красиво у вас получилось. Правда, такая яркая картинка получилась. Это замечательно, здорово. Я просто к чему, что вы свои вот такие находочки, вы где-то тоже прикапливаете. Может быть, потом как-то удастся именно, как я называю, вот только ваш детский сад представить только со своими находками. Я сейчас обращаюсь абсолютно к каждому нашему детскому саду, потому что то, что вы добавляете к тому, что предлагают авторы, это очень хорошо, это замечательно. Еще один вопрос у меня их 3. Еще один вопрос, Ольга Андреевна, скажите, пожалуйста, вот пленка, да, рисование на пленке, значит, что потом происходит, когда вот эти все композиции случаются, как дальше, долго ли живет это художество, вот немножко об этом, как там дальше-то? Ну, я открою небольшой секрет. Живет она до того момента, когда дети уйдут за пределы детского сада. К сожалению, так получается, у нас нет возможности долго держать эту пленку, потому что она, с одной стороны, интересная, но в то же время она занимает у нас много места. Да, конечно. Да, к сожалению. Но когда она у нас находится, пока ребята есть, мы кормим рыбок, смотрим за зайцем, который в снегу там находится. Как раз мы еще успеваем поиграть с зайчиком. Все что угодно. То есть дальше получается обыгрывание. Здорово, здорово, здорово. Потому что всегда интересно, вот стол перевернули, а он же как бы в повседневной жизни тоже иногда нам стол-то нужен, да? Хорошо, да. Спасибо. И еще у меня, знаете, вопрос уже к вам как к старшему воспитателю, потому что мне действительно это интересно. Возможно, у коллег тоже будут свои вопросы. Вот скажите, пожалуйста, как вы отбираете со своими воспитателями именно вот эти игры? То есть почему именно эти? То есть как вот этот отбор? Вы как? Собираетесь, садитесь вместе, что-то обговариваете. То есть как вы их отбираете? Это игр ведь очень много. Расскажите немножко, пожалуйста, как механизм вообще идет отбора? Вы говорите, что да, давайте завтра мы попробуем это, или послезавтра мы попробуем это. Как вот это у вас идет? Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, может быть, срабатывает все-таки, что воспитатель всегда играет в душе. Он всегда такой игривый, постоянно что-то хочет найти интересное.
И, может быть, где-то мы сами для себя проигрываем в голове эти игры. Нравится нам или не нравится. Если понравится нам, значит, понравится нашим детям. Ну, потому что у нас есть уже определенный опыт. Потому что мы всегда знаем, что художественные игры, они всегда притягивают ребенка. Это всегда путь к доверию к нему. Сначала мы поиграли, а потом дети предложили. Все понятно. То есть я поняла, то есть как бы это получается педагог, он очень хорошо должен чувствовать, да, что в данный момент, в данной ситуации, при данном вот контингенте детей там или еще, ну, вообще при жизненной ситуации можно использовать с детьми, потому что вот я сразу вспомнила снежную песочницу вашу, да, там ведь один мальчишечка очень так аккуратно смотрит, очень так аккуратно, боязливо, да, относится к тому же снегу, к действиям со снегом, но тем не менее, вот правильно вы сказали, вот это доверие какое-то, да. То есть основа, я все поняла, да, основа доверия, и на этой основе как-то вот подбирается то содержание, которое предлагается детям. Да, все, Ольга Андреевна, здорово, слушайте, здорово, вот как-то не общаемся так часто, может быть, как это нам бы хотелось, да, с вами, но правда, столько удивительных, интересных находок у вас там есть. У вас одна группа работает, да? Нет, у нас две группы. Две группы работает, да? Хорошо, но воспитатели между собой, они как-то вот, ну, обсуждают, там, делятся, рефлексию проводят, да? Да. Они приходят, рассказывают, что получилось. Допустим, если поменять нужно материал, если какие-то денег возникают. То есть у нас открытое такое общение. Здорово, здорово, здорово. Правда, искренне рада. Очень приятно было увидеть и ваших малышей, и вас, и ваш детский сад. Никогда не были, но все возможно. Может быть, приедем. Поэтому спасибо огромное. Теперь вот кто пойдет следующий за вами, может быть, тоже какие-то еще вот свои слова благодарности, эмоции или, наоборот, вопросы, может быть, вам задаст, да? Но пока мы передаем слово, у нас сейчас должна подключиться Эльвира Степановна Зухович, да, это у нас город Емва, Книжпогосский район, тоже наша инновационная площадка. Видите, как интересно, республика большая, и сколько в разных местах располагается площадок. Эльвира Степановна, видим. Давайте еще раз, пожалуйста, выйдите в эфир. Сейчас посмотрим. Эльвира Степановна, скажите что-нибудь. Слышно меня? Здравствуйте. Да, слышно? Да, Эльвира Степановна, да, очень хорошо. Ну, наверное, слышно. не видно, да? Потому что я включила звук, у меня все выключилось остальное. Ничего страшного, мы видим очень красивую вашу фотографию, поэтому вы можете быть за кадром, вы можете открыть свою пока презентацию, я немножко начну вас представлять, да, и, соответственно, потом уже можно будет я вам передам слово, потому что вы меня слышите. Дорогие коллеги, сейчас у нас к разговору присоединится команда, я не побоюсь этого слова, 8-го детского сада города Емвы, Книжпогосского района, потому что там педагоги, я даже больше чем уверена, что они сейчас все где-то рядышком смотрят, слушают. Эти педагоги, они настолько вот ответственно относящиеся к апробации, к инновационной деятельности. Это действительно встречается очень редко. Вот каждое свое действие, каждый шаг, каждую мысль свою, они настолько взвешивают и настолько как бы точно потом действуют. Это здорово. Татьяна Валерьяновна, поэтому, да, помогу. Пролистать, у меня все стоит на месте. Помогу сейчас, что-то надо запустить. Давайте я попытаюсь запустить. Там у меня просто написано презентация Зухович. Да, вижу, Эльвира Степановна, сейчас запущу. То, что у меня ничего. Все? Вы видите, да? Экран видите? Да. Хорошо. Вот. Не за что, поэтому помогать обязательно буду. Вы только мне дайте знать, и, соответственно, я вам буду помогать. Сегодня почему-то у нас, видите, как-то не ладится со связью. Ничего страшного, интернет – это такая сила, да. Вот, поэтому, уважаемые коллеги, тоже смотрю очень хорошее наименование разговора, тема для разговора очень замечательная выбрана у Эльвиры Степановны, поэтому не смею больше занимать внимание ваше от того, о чем нам хочет сказать и Эльвира Степановна, и все педагоги вместе с ней. Поэтому, Эльвира Степановна, я сейчас из эфира выйду, да? Вы начнете разговор, и если что, вы просто говорите: Татьяна Валерьяновна, пожалуйста, помогите. А я знаете как, я, наверное, раз такие проблемы, я, наверное, проговорю, а потом, может быть, видео так вот по порядку. Хорошо. Но я сейчас выйду из эфира, да, чтобы вам не мешать. Все, Эльвира Степановна, начинайте. Я из эфира ухожу. Начинайте. Хорошо. Во-первых, я хочу сказать большое вам спасибо всем выступающим. Очень, просто я вот смотрела так увлеченно. Все молодцы, много идей.
и Усинск, и Ухта, и Воркута, и всегда прослеживаю в Фейсбуке. Очень интересные идеи, хорошие такие, приятные люди работают. Спасибо вам большое. Ну, а я представлю такую, знаете, как сказала Ирина Александровна, только маленькую крупинку нашего опыта по приобщению детей раннего возраста к народной культуре. Ну, народная культура, она же не случайно называется народной, поскольку она создавалась обычными людьми в процессе обычной повседневной жизни. Вот и мы также знакомим детей в повседневной жизни. Народная культура регламентирует не одну, а целую совокупность сторон жизни людей. Она образует такой своеобразный способ видения мира и в текстах, и в творчестве, сотворчестве, в каких-то традициях. Проявления народной культуры тесно переплетаются между собой. И вот и в основе всех занятий по приобщению детей раннего возраста проектируются на материале следующих видов и жанров народной культуры. Это, конечно, фольклор, это устное народное творчество, пестушки, потешки, заклички, пословицы, поговорки, русские народные сказки, ну и так далее. Народно-прикладное искусство, и богородская игрушка, изделия из бересты, матрешки. Кроме этого, мы в своем детском саду дополняем этот перечень предметами быта и народокоми. У нас есть музей, его в настоящее время дети рассматривали туиски, изделия из бересты, там посуду, короба. И хочу отметить, что все вот эти изделия, они очень, ну, я бы сказала, даже не старые, они старинные, и все они подлинные, собранные с разных сел, деревень нашего района. Дети постепенно знакомятся с их названием. Теперь они знают, что там это не кастрюлька, а горшок, например, его предназначением, со способами действия с ними. Мы выводим уже детей в музей, они там себя комфортно, хорошо чувствуют. Поначалу, конечно, метались, там же много предметов, но вот сейчас уже более так мы, как, знаете, как с большими, с нашими ляльками. Также еще музыкальный фольклор. Это музыкальные инструменты, колыбельные песни. Колыбельные песни мы используем уже второй год. Наш замечательный музыкальный руководитель Ирина Геннадьевна, она пропевает дети песни. Сначала мы это использовали на занятиях по развитию речи. Мы, знаете, как бы приглядывались, смотрели, как дети реагируют. Теперь это происходит тогда, когда дети ложатся спать. Также знакомы с национальным костюмом, ну и с народными праздниками. В своей деятельности, конечно, мы ориентируемся на методические пособия образовательной программы «Теремок». Ну вот тут только некоторые из них представлены на слайде. Это сценарий интегрированных занятий и наборы цветных карточек с иллюстрациями к сюжетам народных потешек и сказок. Я думаю, что они, наверное, у всех есть. Вот эти иллюстрации, они очень доступны к восприятию малышей, привлекают своей яркостью, красочностью, такой какой-то детскостью, добротой, сюжетной динамикой. Мы их используем и при приобщении малышей к народной культуре, и при рассказывании сказок, и на развитии речи. В ходе каждого занятия педагоги обязательно моделируют привлекательную для детей ситуацию встречи с народной культурой. То есть обязательно должна быть какая-то вот создана ситуация. Основой интеграции выступают, ну, иногда герои, или даже просто сюжет русской сказки, или потешки. Они становятся детям интересными и близкими через активное восприятие народных игрушек, предметов какого-то народного быта. Их творческое обыгрывание происходит в различных театрах. Хочу еще отметить, что интегрированный характер позволяет относить эти занятия к разным видам деятельности. Но тут возможен другой вариант. Может быть, другие детские сады используют как, вот, знаете, как жанр, что ли, интегрированное занятие, то есть оно проходит, например, начинается с утра, продолжается вечером. Мы для себя по своему режиму, по режиму работы специалистов, мы все-таки разбили это на неделю. Ну, как-то лучше оно, вот у нас это все укладывается. То есть в течение недели, в зависимости от темы, педагоги создают
различные образовательные ситуации, организуют игры-забавы с народными игрушками, различные дидактические игры, показывают иллюстрации, различные виды театров, а также организуется и познавательно-исследовательская, декоративно-оформительская, ну и, конечно, музыкальная деятельность. Хочу еще раз отметить, что огромную помощь нам оказывает, конечно, и с огромным интересом работает сама музыкальный руководитель Ирина Геннадьевна. Занятия по приобщению детей к народной культуре требуют большой подготовки. Вот, казалось бы, посмотришь, я сама смотрю видеоролик, думаю, боже мой, что ж мы тут делали целую неделю. Но очень много требует подготовки. И участие не только, конечно, педагогов, которые работают непосредственно с детьми, а и родителей, и специалисты. Вот для какого-то занятия, даже вот перед вами сейчас, да, сшитые лоскутные одеяла, подушки, мечи – это малая такая часть. Вот инструктор по физкультуре демонстрирует колобка связала, который используется и на этих занятиях, и на физкультурных, как продолжение. Повар испек, например, колобок. Музыкальный руководитель показывала сказку, исполняла потешки. А знакомство с музыкальным фольклором, я уже говорила, что происходит у нас не только на занятиях. Наш музыкальный руководитель поет их перед дневным сном. Это такой у нас теперь своеобразный ритуал. Колыбельные успокаивают детей, язык колыбельный понятен детям, стимулирует речевые их навыки. Я потом, если будет время, могу такой маленький как бы отрывочек показать. Ну, что еще хочу отметить? Чтобы вводить детей в мир народной культуры, вот на наш взгляд, педагог должен быть очень самоартистичным, потому что, чтобы достичь, чтобы вот дети поняли какие-то познавательные, да, значения фольклорного произведения, иногда это очень просто, с помощью какой-то эмоциональной выразительности голоса делается, мимики, даже жеста. Очень важно и активное сотрудничество взрослого и детей. Их общие переживания, какие-то чувства сопричастности к поступкам героев сказок. Потому что, вы знаете, даже бывает так, что вот воспитатель показал сказку «Колобок», и у детей такая реакция пошла отрицательная на лису. Вот съела все-таки она этого, крутился колобок, выкручивался, и все-таки она его съела. Стали сказку обыгрывать, никто не берет, там такой, знаете, был шагающий театр, никто не берет с этой лисой играть. Пришлось тоже как-то это обыгрывать, лису оправдывать и так далее. То есть очень много таких моментов, которые вы иногда не можете предугадать. То есть вот это умение взрослых включиться в игровое взаимодействие с ребятами очень важно. Способность вовремя дать детям возможность проявить самостоятельность, поощрить их воображение и фантазию. Вот так коротенько. Я думаю, что тут много говорить не надо. Вот сейчас мы посмотрим видео. Если, Татьяна Александровна, наверное, слышите меня, то если можно, то включить можно, написано «Зухович 2». Сейчас, там видео. Светлана, сейчас, секундочку. Сейчас я посмотрю ваши видеофайлы, и мы обязательно включим. Сейчас. А вообще можно там любой, Зухович 3 и Зухович 2. Угу. Или да. Лоскутное одеяло. Давайте сначала Зухович, посмотрим, Эльвира Степановна, вот видеоролик. Хорошо. Давайте. Все, запускаем. Печенье для медведя, да? Угу. Давайте. Да? Вот тут за сказочкой. Вот это дети, это новенькие наши, сейчас у нас идет набор. Вот первый раз они в этом музыкальном зале. Тесто. Потрогайте тесто.
мальчик слева стоит, он первый раз вообще пришел в детский сад. Плакать некогда, много дел. Угу. Татьяна Валерьяновна. Да-да, бабушкины пряники. Угу. Нету колобка. А куда колобок делся, Ясь? Кто съел колобка? Ну-ка давай. Не ешь меня, медведь, я тебе песенку спою. Все равно меня съешь. Знали, кто мы? Бабка я, а я детка. Давно в одной деревушке жили-были дед и баба. Дед и баба. Еще один дед. Еще один дед. И тут, посмотрите, какие красочные, красивые дед да баба, да? Деда и бабушка. И снова читаем сказку. Давным-давно в одной деревушке жили-были дед и баба. Читаем начало, Яся, как начинается сказка? Жили-были дед да баба. Вот они какие дружные, посмотрите. Ребятушки, ой, как вы хорошо сказки-то знаете про нас с дедой да с бабой. И ответили-то правильно, жили-были мы, да. Что же наша бабушка могла деткам испечь? Ну-ка подумайте. Пирожки. О, пирожки. Можно бабушке пирожки испечь? Может. А вот наша бабушка, ребятки, испекла не блины. И не пирожки, и не булочки. А знаете что? Прянички. А теперь открываем. Посмотрите. Вот так, на пряничек. Видите, какую он форму имеет, да? Полукруга, да, имеет форму. А теперь у меня ковшичек распрямляется, пальчики выпрямляются. И я могу печенюшку вот так вот ладошкой прямо накрыть. Потому что печенька у нас какой, ребятки? Тоненькая или толстая? Смотрите, вот так я сделала, и только тогда я его закрыла. Видите? Потому что прям вот круга. А у нас колобочек круглый, как шар. Посмотрите на него поближе. Ну-ка покажите узорчики здесь. Ой, какие. Кисонька-мурысенька, а ты где была? На мельнице. Кисонька-мурысенька, а что ты делала на мельнице? Муку молола. Кисонька-мурысенька, а что ты из муки пекла? Кисонька-мурысенька,
угощает вас. Сладкие, сначала такие маленькие. Чаю ароматному, угощение знатное, пряники русские, сладкие, мятные. Дальше включать? Мгм. Татьяна Валерьяновна, лоскутная, нет, цветные лоскутики. Сейчас, секундочку, я найду ваши красивые цветные лоскутики. Нашла. Включаем, да? Мгм. Давайте. Всё. Мгм. Называется подушка. Давайте скажем подушка. А её надо вот так вот. Можно немножко подбросить, ведь уже она легкая, мягкая. Больше нравится, Тёма, выбери, какая тебе больше подушка нравится? Вот такая. Вот это тебе нравится. А Ясе какая нравится больше подушка? Вот это. Так, подушечка. А зачем водичку? Чтобы они пили. Чтобы цыпляток поить. Курочка-рябушечка, а как цыплятки просят пить? Как пушинки, да, летят? Потому что такая легкая, воздушная. У Яси красиво получилось тоже. Ребятки, а давайте теперь с вами поиграем. Ярик свои находит. Вот мои. Ну-ка, где твои? Находи. О, Яся молодец. Красные, молодец, все одинаковые, да? Яся, а ты какие собрала лоскуточки по цвету? Зеленые, молодец. Вот еще Ярик тебе помог, нашел. Вот так. Головку на подушечку. А теперь что? Укроем одеяльце. Спи скорее, крошка. Баю, баю, баю. Куколку качаю. Куколка устала. Целый день играла. А теперь куколка будет. А теперь все, да? Ну, вот такой небольшой опыт, крупиночку такую мы вам представили, потому что только первый год мы начинаем работать вот именно по этой теме. И очень, конечно, хочется, чтобы мы вложили какую-то вот капельку в приобщении малышей и вообще к народной культуре, которая все-таки, ну вот, на мой взгляд, она как-то немножечко у нас
немножко в стороне. Да, мы же с детьми занимаемся, с большими, да, но хотелось бы, чтобы вот прям вот с маленькими, что все это чуть ли не с рождения, вот эти колыбельные, чтобы все вот это впитывали наши дети. Замечательно, тем более у вас такие педагоги, посмотрите, Ирина Геннадьевна, музыкальный руководитель, да, которая великолепно акапельно поет, поэтому, то есть и ресурсы есть, и воспитатели, которые это все поддерживают, поэтому я думаю, что у вас обязательно все получится. Видно, что вы апробируете, это здорово, именно вот видно вот этот процесс апробации, то есть пока еще неизвестно, что будет дальше. Поэтому это да. Эльвира Степановна, ну мы вас, конечно, знаем как специалиста, который у нас публикует очень много разных других интересных видеосюжетов, и тем вот эта тема, которая очень вам близка, мы просто желаем, чтобы вы ее развивали, погружались, и чтобы вот это все доброе, светлое и очень нужное, передача традиций с поколения в поколение, чтобы оно именно в вашем детском саду, конечно, жило. Поэтому, Эльвира Степановна, дорогая, жалко, что вот не видим только фотографию. Поэтому огромное вам спасибо. Вот здесь потом почитайте, коллеги пишут, вопросы задают, может быть, еще будут задавать. Так что, Эльвира Степановна, спасибо. Спасибо большое. Да, очень жалко, да, что не видим, но тем не менее большие приветы вашему коллективу. Я думаю, что, возможно, завтра вы уже даже сможете где-то включиться, чтобы что-то сказать по поводу других выступлений. Завтра, либо послезавтра. Спасибо огромное. Да, вам спасибо. И мы уже вместе с вами, наверное, сейчас передаем дальше эстафету. Снова возвращаемся в город Воркута, в 26-й детский сад. Поэтому, Эльвира Степановна, вы можете отключиться, вы можете выйти из эфира, да, чтобы мы могли сейчас предоставить слово Оксане Ивановне. Оксана Ивановна, здравствуйте. Это 20... Слышите нас? Оксана Ивановна? Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. У нас немножко подвисает изображение, но, может быть, это из-за того, что я пока в эфире. Я сейчас уйду, если что, вы продолжите. Уважаемые коллеги, Оксана Ивановна, пока можете загружать свою презентацию. Разрешите тоже представить, это тоже 26-й детский сад Воркута, тоже наши теремковцы, которые участвуют в проекте «Раннее детство». Группа с воспитателями. Оксана Ивановна старший воспитатель, руководитель творческой группы. Поэтому, пожалуйста, дорогие коллеги, расскажите нам о том, что у вас есть интересного в вашем детском саду. Оксана Ивановна, с огромным удовольствием предоставляю вам слово, потому что не раз была в вашем детском саду, поэтому с удовольствием предоставляю вам слово. Передаю эстафету. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рады видеть всех на таком важном и нужном для педагогического сообщества мероприятии. И сегодня мы хотим представить опыт работы команды нашего детского сада, связанным с апробацией программы «Теремок». В статусе инновационной площадки наш детский сад работает с осени 2019 года. И за прошедший период создана команда педагогов, готовых идти навстречу переменам и работать по-новому. Приобретен комплект методической литературы, который регулярно пополняется. Организовано обучение педагогов на авторских курсах, повышение квалификации. Наши педагоги активно включаются в работу онлайн-семинара для участников сетевой инновационной площадки. Опыт педагогов по апробации программы «Теремок» транслировался на мероприятиях муниципального, республиканского и всероссийского уровней. Ну и самое главное, наверное, первый выпуск наших «Теремошек» был передан в заботливые руки педагогов второй младшей группы. Вступив в апробацию программы «Теремок», мы пришли к выводу, что данная программа очень актуальна в наше время. Она позволяет педагогам, работающим с детьми раннего возраста, помочь маленькому ребенку стать человеком, войти в социум и сохранить свою индивидуальность. Одной из ключевых задач программы является поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности, а также создание условий для становления образа «я», включающего представление о своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях, развитие личностных качеств, таких как доброжелательность, активность, самостоятельность, уверенность. Для развития малышей авторы программы предлагают использовать различные арт-методики, одной из которых является арт-методика «Театр на столе», которую используют наши педагоги в работе с детьми от года и 3 месяцев и до 2 лет. Данная методика направлена на
на социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста, познание многогранного окружающего мира через театрализованные представления на столе. Народные сказки, положенные в основу методики, расширяют представления об окружающем мире, способствуют познавательному развитию, активизируют творческое начало, инициируют развитие речи. Для проведения занятий по арт-методике «Театр на столе» необходимый театральный стол, на котором устанавливаются декорации, различные атрибуты для спектакля, резиновые, деревянные, тканевые, разные по фактуру, размеру, цвету игрушки, куклы, ткань. Материалы для художественно-продуктивной деятельности. Театрализованные представления организуем 2 раза в неделю с применением практической художественно-продуктивной деятельности по рисованию, аппликации или лепке. Арт-методика «Театр на столе» позволяет в игровой театрализованной форме моделировать различные жизненные ситуации, при помощи сказочных героев-кукол вовлекать в действие постановки самих детей. Приобретая азы социокультурного опыта на основании интересных сказок, дети вступают с куклами-героями в театрализованный диалог, являясь не только зрителями, но и самыми настоящими участниками представления. Действуют с игрушками-персонажами, повторяют запомнившиеся фразы, показывают знакомые действия. На первом этапе апробации методики, учитывая интерес и возраст детей, педагоги показывают короткие и знакомые детям инсценировки по народным сказкам, таким как «Репка», «Колобок», «Курочка-ряба». Также инсценировали потешки «Телебом, телебом» или «Идет коза рогатая», стихотворение Агнии Барто. Каждая сказка проигрывается неоднократно с использованием персонажей, выполненных из разных материалов. Используется бумажный, деревянный или театр резиновых игрушек. Ну и, конечно же, главную роль в театрализованной деятельности для детей раннего возраста берет на себя педагог. Он постепенно привлекает детей к участию в постановке. Разыгрывая спектакль для своих малышей, наши педагоги дополняют текст звуками, движениями, расставляют интонационные акценты при озвучивании того или иного персонажа. Темп и тембр голоса педагога меняется в зависимости от сюжета сказки. Театр на столе является не только средством развлечения, но и имеет большое воспитательное значение. Позволяет в игровой театрализованной форме при помощи героев-кукол смоделировать возможные жизненные ситуации, близкие опыту детей раннего возраста. Доступными, понятными и развивающими для малышей являются сказки, где герои попадают в разные, порой и опасные ситуации, пытаются действовать самостоятельно. Так в сказке «Колобок» наглядно показано, что может случиться, если не слушаться взрослых и одному уходить из дома. А сказка «Репка» учит малышей помогать друг другу. В процессе таких игр у детей формируется желание помочь сказочному герою, развиваются чувства сопереживания и соучастия. При просмотре спектакля, действуя вместе с педагогом, подражая ему, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою звуковую речь, в которой важными составляющими являются эмоциональная окраска и интонация. Здесь очень важно само желание ребенка участвовать в игре и сценировке, его стремление показать, что испытывает персонаж. И это развивает представление малышей о плохих и хороших человеческих качествах, помогает осваивать основы взаимоотношений. По окончании спектакля детям представляется возможность самостоятельной игры, в процессе которой активизируется их речь и закрепляются игровые действия. Особенностью методики «Театр на столе» является то, что детям также предоставляется возможность передать свое желание помочь главным героям, сделав для них что-нибудь полезное с помощью рисования, лепки или аппликации. И педагоги предлагают воспитанникам нарисовать некоторые элементы, следы, дорожку, травку или наклеить заранее вырезанные картинки.
Так, после драматизации сказки «Колобок» педагоги провели занятия по рисованию с элементами аппликации по следам героев сказки. Дети с удовольствием узнавали и называли диких животных, рисовали на листах следы зверей, от которых убежал колобок. Необычным для малышей было и рисование дорожки, по которой катился колобок на манке и на песке. После инсценирования сказки «Репка» предложили ребятам закрыть пластилином дырочки на шаблоне с изображением репки. Их очень увлек процесс отщипывания и придавливания пластилина. Детские спектакли, проводимые в соответствии с арт-методикой «Театр на столе», дают возможность ребенку погрузиться в удивительную атмосферу, вместе с персонажами сказок пережить события, разворачивающиеся у них на глазах. Дети учатся различать плохое и хорошее, добро и зло. Методика прививает детям любовь к прекрасному, способствует доброжелательному отношению к окружающему миру, позволяет осуществлять индивидуальный подход, создает для каждого ребенка ситуацию успеха. А сейчас я предлагаю вашему вниманию видеоролик по апробации арт-методики «Театр на столе» в группе раннего возраста. Татьяна Валерьяновна, помогите мне, пожалуйста. Не слышит меня Татьяна Валерьяновна. Ой. Угу. Жили-были дед и баба. Попросил дед. Угу. Так, не лезь, ничего трогай. Жили-были дед и баба. Попросил дед бабу колобка испечь. Баба по амбару помела, по сусекам наскребла и испекла колобка. Поставила колобочка на огонь. Репка. Выросла репка. Большая-пребольшая, да? Стал дед репку. Вытянули репку. Вот такую большую репку, да? Дедушка вырос. Виталя, как сказка называется? Репка, скажи. Скажи, репка. Кто репку тянул, Виташа? Кто репку тянул? Покажи деда. Кто это? Деда. А кто дедушке помогал? Бабок. А еще кто помогал? Внучка, да. А это кто такой маленький? Ой, что ли?
А курочка кудахчет. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Не плачь, дед, не плачь, баба. Я вам снесу яичко. Не золотое, а ой, как дед плакал. Кто это? Курочка. Что курочка снесла? Что это? Что нам курочка снесла? Яичко? Да, Амин? Покажи, где мышка, Амин. Покажи, кто яичко разбил? Кто яичко разбил? Мышка бежала. Как мышка говорит? Татьяна Валерьяновна, не вижу вас. Угу. Ну, вот такой наш первый опыт апробации арт-методики театра на столе с детками, самыми маленькими нашими детками. Хорошо. Оксана Ивановна, уточните, это же Надежда Владимировна была, да? Да. Ну, замечательно. Надежда Владимировна, которая работает с самыми маленькими, замечательными детками. Оксана Ивановна, у меня только один вопрос, поскольку вы прямо сказали, что апробация. Почему выбор был именно на эту методику? Почему именно эту взяли арт-методика «Театр на столе»? Ну, потому что театр любят дети раннего возраста, любят играть с игрушками театральными. И вызывает... Ну, сказка, она очень близка им. И вот именно вот эти наши добрые русские сказки, в ходе которых дети могут подражать, повторять, именно то, что свойственно вот именно для этих малышей. Как вы увидели из ролика, детки еще не говорят, только могут повторить. Ну, вот. Да, замечательно. Поэтому... Замечательно, спасибо большое, да, Надежде Владимировне спасибо большое, и вам как бы желаем, если вы в этом направлении пойдете, то есть приобщение самых маленьких, да, к миру театра, пусть вот через народные сначала сказки, постановки, это будет замечательно. Может быть, вот эта линия, она действительно будет ваша такая, которую вы вот нашли и нащупали, это будет ваш такой бренд теремка, наверное, так я скажу. Поэтому, Оксана Ивановна, спасибо вам огромное, хорошие очень слова, вот в конце у Бориса Михайловича Теплова очень хорошие слова, поэтому... Спасибо, мы благодарим вас за эту практику и вместе с вами передаем эстафету сегодня уже на финальное наше выступление, да, на финишное наше выступление. Это мы возвращаемся в Сыктывкар. Видите как? С Сыктывкара начали, в Сыктывкар возвращаемся. Поэтому мы приглашаем в эфир сейчас выйти Ольгу Владимировну Дементьеву. Ольга Владимировна, пожалуйста, выйдите в эфир, чтобы мы могли вас увидеть. Вашу презентацию мы уже видим, ваш подход к 3Т мы уже тоже понимаем. Ольга Владимировна, вижу только фотографии. Скажите, пожалуйста, что-нибудь, чтобы я понимала, что мы вас слышим. И, к сожалению, тоже себя не вижу. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Хорошо, ничего страшного, мы вас очень хорошо видим, у вас замечательная фотография. Снова, пожалуйста, да, выйдите в эфир, Ольга Владимировна. Еще раз попытайтесь сделать еще попыточку. Ничего, еще раз что-то... Да, все, я поняла. Ничего страшного, пусть будет так, у вас будет точно так же, как у Эльвиры Степановны. Уважаемые коллеги, разрешите представить, Ольга Владимировна Дементьева, это воспитатель детского сада номер 89, которая, возможно, к проекту...
проекту «Раннее детство» присоединилась буквально недавно, и она сейчас сама объяснит, почему. И я думаю, что надо передавать уже слово городу Сыктывкару. Поэтому, Ольга Владимировна, я вижу вашу заставку. Пожалуйста, вам слово. Я передаю. Начинайте. Мы рады приветствовать вас и готовы поделиться своим опытом организации образовательного пространства для малышей. Готовы поделиться своей педагогической находкой. Конечно, она на первый взгляд покажется необычной. 3Т – творчество, теремок и технарята. Почему именно так? Дело все в том, что я являюсь специалистом по образовательной робототехнике в нашем дошкольном учреждении. И уже с 2015 года мы ведем грандиозную работу по развитию технического творчества в базе нашего учреждения и за пределами нашего детского сада. Если говорить о том, почему именно теремковцы, то лучше это покажут кадры. Посмотрите, с какими глазами они играют, как они веселятся, сколько интересного они придумывают. И сама программа «Теремок» подразумевает, что необходимо обогащать пространство. А тем более в нашем дошкольном учреждении есть такой центр образовательной робототехники, куда невозможно было не пригласить этих малышей. «Выручай, комната» я ее назвала, потому что именно в этот момент сегодня я понимаю, что нужно именно с этого возраста приглашать юных инженеров погружаться в краски, насыщенную среду, вариативную, полифункциональную. Мы понимали, когда это сделать, как это сделать. Но для себя я поставила вопрос, а как же я этих малышей безопасно приглашу в мой центр, в наш центр? Потому что оборудование, которое в нашем детском учреждении, это большей частью направлено на старший дошкольный возраст. И нам пришлось адаптировать наборы именно для раннего младшего возраста. Но не все так было просто. Заслужить доверие малышей тоже пришлось потрудиться. Дело все в том, что пропускным билетиком именно для меня, как специалиста, послужил вот этот тематический конструктор «Домашние животные». В прошлом году мы закупили оборудование, и параллельно было и в Центре образовательной робототехники, и в группах раннего возраста. И когда малыши пришли, наши юные инженеры, первое, что они сказали: у тебя такой же конструктор, как у нас, давай мы с тобой поиграем. Радости моей не было предела. Контакт есть. Тем более я заглядывала в эту группу, чтобы ребята привыкли ко мне. Пригласили мы юных инженеров в количестве 6 человек. Хочется остановиться, что в этой группе 24 ребенка, 12 мальчиков и 12 девочек. Пойдете со мной на рыбалку? 6 человек – это что там на те рыбалке юные надо? инженеры, по запросам родителей, которых была организована вариативная часть обучения. И вот я сейчас вам покажу небольшой сюжет первого занятия, когда я смогла заснять наших юных инженеров. Пойдете со мной на рыбалку? Да. А что там на рыбалке надо? Удочку и лодку. А удочку зачем? Чтобы ловить рыбку. Давайте откроем и удочку сделаем. Вот сколько деталей. Что это за детали, Ваня? Как они называются? Кирпичи, скажите. Знать Ваня, название деталей, а если мы удочку сделаем как длинную это пригодится. палку? И в будущем пригодится? Потому что четко последовательность, да, Леша, это же а что работа еще с, на потом, со удочке схемами, должно быть, чтобы со сложными рыбку- чертежами, с инструкциями, чтобы Это ребята, у инженеры тебя, друг друга Леша, понимали, кирпич. уже на этом этапе
вполне Да, можно пластина, молодец. спокойно это пластина. предоставлять эти Ай, технические какая термины. красота старается Ваня. Сейчас немножко загрузится наш видеоролик. На этом занятии была Что у цель, тебя, конечно, Яна, моя получилось? посмотреть на это, встретить, даже это не занятие, это игра, встреча. Поймать. Посмотрите, Я какие рыбки у вас погрузилась все разные. в эту рыбалку и Это у заодно нас посмотрела, улов какие знания есть у получился, малышей, как правда? они между собой друг с другом общаются. Хватает ли того инструмента, который нужен. Помимо того, что на рыбалке мы погрузились, в нашем центре еще есть оборудование на эмоции, на эмоциональное развитие. Это конструирование по наглядной схеме. С помощью наглядных схем мы учим детей соотносить нарисованные детали с реальными. Что я заметила? Что ребята пробовали не просто выходить из плоскости в объем, а они попробовали и снизу вверх собрать конструкцию, и сверху вниз. Но самое главное, что эти игрушки, с этими игрушками было очень тяжело расстаться. Юля, а ты что сейчас делаешь? Дорожку? А ты, Данил, сейчас что делаешь? Машину. А Кира, посмотрите, как делает интересно. Яна Валерьяновна, А чего не я, к хватает? сожалению, потерялась. На какой? Юля, чего не Это, хватает? Красок не хватает. Давайте Если мы разговаривать по раскрасим пособию 6 эти кубиков, картинки нашими кубиками. это наша находка. Получится у вас? Дело все в том, что Как мы рисовать? в прошлом году готовились к соревновательному сезону. Вот у и нам меня, посмотрите, краски. Я собрала все. Один. А сколько их всего? Много, правда? И закрашиваю, как мне хочется. А на что похоже, Юля? На что похоже? А где руки у дяди? Вот. Сейчас поиграем пособие с вами 6 в игру. кубиков Прятали? для специалистов, Прятали за конечно, коробку? очень уникальный инструмент. Прячь. Это инструмент, который Чтобы не нашел. предложен Вот, автор за коробку Lego спрятали. Education. Я Он не знакомит с вижу. основами На игрового коробку. обучения. А теперь Выполняя смотрите, короткие, увлекательные дорожку сделаем задания, такую. дети развивают Ставим. разнообразные навыки. Это и развитие речи, это решение определенных задач, Получилось? это сотрудничество. Ну и посмотрите, посмотреть. как ловко они соединяют между собой. Ох, какая детали. дорожка. Мы сейчас будем перешагивать через пеньки. Давай. Можно еще прыгать. Перешагиваем. Опа! Вот. Вы сейчас кто? На кого похожи? На зайчиков. А теперь у вас получится коленками держать. Ваня держит? Вон, смотри, Ваня держит и пошел. Как здорово. Ваня, как у тебя получается? Тоже получится? Какие вы молодцы! Это конструктор Кине. Получается у вас соединить? Давайте сделаем большую дорожку длинную. Это еще Одна один из часть, любимых наборов конструктора. другая Он с часть. необычным нестандартным Коннектор соединением. такой. Другая часть. А как же сделать, чтобы это было целое? У меня сейчас появится, представляете, кто? Гусеница. Моя гусеница будет ползать. Давай померяемся. Поднимай. Крепко соединили. Не бойся, Ваня, иди бойся. Вот это да, твоя как выросла.
свойства деталей, нестандартное соединение. С помощью этого конструктора мы очень много узнали. И даже узнали, что не все детали могут держать и соединяться друг с другом. Некоторые нужны для украшения, некоторые нужны для... А это еще одна новинка в нашем центре. А какие это машины? Большие? Правда? А еще какие машинки бывают? Маленькие. Давайте откроем, посмотрим, что же там. Что это? Что это такое? Что это же это такое? Это что? Круг. А это что? И это круг. И это круг. Вот еще круг. Вот какой круг. Сколько Марк нашел кругов. Умница. Умница. Вот у меня здесь. Пойдем, Марк, найдем еще трубку. Давай туда. Видишь? Вот. Нам не пишут. Ой, как здорово. Молодец. Покрути и прижми. Опа. Что будет? Нет. А что делать? Как нам быть? Еще и сломалась. Часть магическая. Это, конечно, здесь в любом случае ребятам хотелось выполнить сложные модели. Даже они играли, больше играли. А я уже как позволила себе такую вольность, сложные модели таким малышам. С вами вспомним, какие нам нужны. Это что такое? Посмотрим на результат. Кубики, умница. Вот это что такое? Палки. Ось называется. Ось. А вот это балка. А вот это что такое? Колесо с зубчиками, да? Можно было Покатиться. Да, чтобы вращать. Есть башня. Здесь у нас есть такие интересные части, как молоточки получаются. И еще дорожка. Потрогайте все, пощупайте. Молодец, Юля. Берем дорожку, сначала длинную сделаем. Смотрите, как здорово палочки могут звук издавать. Послушайте. Попробуйте так. Возьмите ось. Возьмите просто ось. И постучите. А давайте попробуем по коробочкам постучать. Тихо. А шумно, громко. Попробуйте, найдите этот звук. Громко. О, умница, Данил. Попробуйте повращать. Вращается у вас? Вот как здорово. Продвинем, да? А башню-то не сделали. Паша, здорово, как у тебя получается. Башню теперь поставим. Опа, вторую башню. Возьми. А можно, да, как будто бы. Только мы детальки в рот не берем. Да, мы как будто понарошку. Это ось называется. Где, скажи, моя зеленая ось? Надели шкив туда? Попробуйте, работает? У меня работает. Работает? Хватит вам одной? Если надо, надевай. Там впереди. Смотри, как я поставила. Я поставила, и вот, можно так. Тебе, Кира, хватит одной? Вот Паша себе. Что ты, Паша, взял? Что это, скажи? Шкив. А это что? Ось. Умница. Надевай. А зачем вам эти листочки, ребята? А потому что она раскрасилась. С этими
картиночками, Юля, делать? Раскрашивать? Конечно, не обходится без того, чем? что теремковцам нужно продолжать игру слов. Первое, что у меня утащили они самостоятельно, это даже было не мое предложение, ребята сами, это листочки. Листочки с карточками, с черно-белыми картинками. И после этого уже постоянно, после каждого занятия, тут я уже продумывала самостоятельно, с чем я готова расстаться на целую неделю. А что ими надо делать? Юля, держи, научи нас. Сейчас. А еще пойдемте мы с вами оркестр устроим. Научим наших ребят? Пойдем научим, как надо играть на музыкальных ваших инструментах. А сейчас давайте медленно, медленно, медленно. Медленно, сейчас. А сейчас быстро. Меняемся с тобой музыкальными инструментами. Давай. А вот... Здесь на станции, в части творческой, в группе появились такие куклы. Мария Ивановна, Маша, Катюша. Ребята попробовали показать и провести мастер-класс с Кинексом. Пойдем подзорной трубой посмотрим. Вот. Посмотрите. Ну, с трубками, конечно же, попробовали все. И их тоже ведь нужно с собой забрать. Вот творческая, я повторюсь, что кукла Маша, кукла Катюша, повар Мария Ивановна, врач появились в группе у наших теремковцев и вместе с ними проживают целый день. Для кого-то пекут, а кого-то лечат. И мы рады, что эта наша совместная деятельность привнесла интересные идеи для творчества наших малышей. В перспективе, конечно, мы попробуем и технику мозаика, и обязательно пощупаем Лего Дупло и сделаем механические игрушки. У нас есть возможность это все запустить. С алгоритмикой первые шаги сделаем. У нас есть робот Ботли, который может показать какие-то лабиринты. Повсюду в нашем центре мы познакомимся с окружающим миром через робототехнические наборы. Провода кругом, и все хочется пощупать. И сегодня я уже думаю, как придумать и как удивить этих юных теремковцев. Наша выручай-комната, центр Умаков, это, конечно, многогранное пространство, мотивирующее, я бы сказала, для того, чтобы ребятам тем самым как бы создавали условия для любознательности, самостоятельности и инициативности. Владимировна, огромное вам спасибо. Вы закончили или вы еще что-то хотите сказать? Я все, да, к сожалению, не получилось так, как хотелось,
Я могу ответить на вопросы Нет, сейчас. все хорошо получилось у вас, поэтому это ваш такой первый опыт был представления, да, Первый, тем более да. образовательная робототехника и дети раннего возраста, это практически две вещи были несовместимые на сегодняшний день, но вы это начинаете делать, и мне кажется, это правильно, потому что, как у нас Ольга Владимировна, по-моему, Дрига сказала, ваша, кстати, тезка, она сказала, что дети осваивают пространство детского сада, дети раннего возраста выходят в пространство детского сада, а раз в детском саду есть замечательная студия образовательной робототехники, которая, автор, такой идейный вдохновитель, который являетесь и вы, и ваш директор Валентина Борисовна, Наталья Витальевна, ваш старший педагог, то, естественно, как бы не воспользоваться этим ресурсом, мне кажется, было бы неправильно. Поэтому вы абсолютно на правильном пути. Спасибо вам большое, что вы показали нам вот этот центр, эту студию. Спасибо вам большое, что вы показали нам ту деятельность с детьми, которая только-только начинает организовываться. Если у коллег будут вопросы, они обязательно зададут их в чате, и вы сможете на них потом ответить. Спасибо большое, что мы увидели вас в действии. Очень рада, что увидели Елену Ивановну. И, конечно, все то, что есть в вашей студии, вы даже можете не сомневаться, это в скором времени придется все либо закупать для группы теремковцев, потому что эти же будут осваивать, они же будут переносить это все в свободную деятельность. Поэтому подумайте, рассмотрите. Либо всех теремковцев надо брать к вам в вашу студию образовательной робототехники. Поэтому идея хорошая. Знаете, кстати, да. Татьяна Валерьяновна, хотелось бы сказать, что для меня вообще приятно слышать, когда педагоги говорят, я полюбила конструирование. Конечно, Ольга Владимировна, это очень приятно и вообще здорово, и вы человек очень профессиональный, увлекающийся, поэтому я думаю, что все у вас получится, вы разумно думаете, поэтому я думаю, что все очень сложится, и потом попробуем, когда апробация дальше пройдет, может быть, что-то интересное уже предложим для профессионального сообщества за пределами Республики Коми. Посмотрим. Поэтому, Ольга Владимировна, давайте, наверное, мы вместе с вами завершим такой наш сегодняшний день, да, фестивальный, первый день нашего фестиваля. Мне кажется, он сложился очень удачно, потому что разные аспекты были затронуты, никто друг друга не повторял, хотя все работают по одной и той же программе, апробируют. Это просто говорит о том, что у всех очень разные подходы, интересные, замечательные. Вот, поэтому мы, наверное, вместе с вами закроем этот сегодняшний день, да, поблагодарим всех наших спикеров, которые были сегодня с нами, и с большим удовольствием передаем эстафету в завтрашний день, 25 февраля. Мы работаем с другой командой спикеров. Все спикеры дорогие, мы с вами обязательно свяжемся уже за пределами эфира, и обязательно мы со всеми с вами какие-то моменты обговорим. Поэтому те коллеги, которые принимали участие в сегодняшнем онлайн-фестивале, мы будем очень вас завтра ждать в 12 часов. Начало у нас на этой же площадке. Всем нашим спикерам сегодняшнего дня огромное спасибо. Запись дня обязательно будет. Ирина Александровна обязательно ее посмотрит. Завтра мы с вами встречаемся в 12 часов здесь и будем продолжать разговор про лучшие практики развития и воспитания детей от 0 до 3 лет. Всего доброго, светлого, хорошего, с большими теплыми приветами из города Сыктывкара. Пусть все эти приветы улетают во все ваши города, во все ваши детские сады. Хорошего вам настроения, такого профессионального, наверное, счастья, радости. Всего доброго, до свидания. До завтра, уважаемые коллеги.